Дамы и господа, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, президент Объединенной Республики Танзании Самия Сулуху Хасан, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирамонович Мирзиёев, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, модератор пленарного заседания Гита Мохан. Намаскар, намасте. Намаскар, намасте, здравствуйте, приветствую вас. Ваше превосходительство, уважаемые гости, друзья, для меня честь приветствовать вас на этой важной дискуссии в тот момент, когда мир, вне всякого сомнения, находится на перепутье. В течение десятилетий международный экономический порядок формировался из ряда мощных столиц, рядом мощных доминирующих учреждений на основе принятых правил. Однако новый экономический международный порядок, архитектура формируется сейчас. Она носит более разнообразный характер, само собой, исполнена больших противоречий, однако является более представительной. И страны, представленные сегодня на подиуме, отражают это изменение. Россия, которая является великой державой в центре геополитических изменений сейчас, КНР, которая является одной из крупнейших экономик мира, а также определяющей силой в ИИ, торговле, инфраструктуре. Узбекистан представляет восход Центральной Азии, а также регион энергетики, взаимосвязанности, а также геополитических возможностей. И, наконец, Танзания, которая является важным голосом с африканского континента, во главе которой стоит одна из величайших женщин-лидеров наших времен. И, само собой, поскольку модератор из Индии, мы можем сказать, что мы добавили индийских пряностей, придали больший баланс и сделали все для того, чтобы все чувствовали себя комфортно. Вопрос, стоящий перед нами, прост, однако очень глубок. Мы видим только перераспределение силы, или же мы являемся свидетелями появления справедливого миропорядка. Эпоха назидания, прессинга, запугивания оказывается под вопросом и бросает вызов. Но в то же время независимость поддерживать непросто. Стратегическая автономия сопряжена с издержками. Так что сегодняшняя дискуссия не ограничивается вопросами геополитики. Она посвящена цене суверенитета, на чем неоднократно заострял внимание президент Путин. Могут ли страны защитить национальные интересы без того, чтобы быть вынужденными объединяться в лагеря, сталкиваться
пользоваться санкциями? Будет ли многополярный мир по-настоящему справедливым? Или один центр силы будет просто-напросто заменен рядом центров, которые будут соревноваться между собой? Может ли БРИКС и сотрудничество по линии Юг-Юг перейти от риторики к подлинности и стать инструментом взаимодействия? Речь идет о транспортных коридорах, технологического, энергетического сотрудничества. Может ли все это дать глобальному Югу настоящий голос? Может ли возникнуть порядок, когда страны не будут слушать, что им говорят, а будут говорить сами? И на этом я предлагаю начать нашу сегодняшнюю дискуссию. Прежде всего, позвольте пригласить президента Российской Федерации, уважаемого господина президента Путина, который выступит со вступительным словом. Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемая госпожа Самия Сулуху Хасан, уважаемый господин Ханджин, дамы и господа. Мне очень приятно видеть такой зал представительный. Вот мы сейчас только с Шавкатом Мирамоновичем и обменялись этими впечатлениями. Он обратил внимание на то, что зал полностью заполнен. Это говорит о том интересе, который вызывает Петербургский экономический форум. И я хочу всех поприветствовать, участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов. В этом году из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей. Наша ведущая сейчас задала планку, тему обозначила. На эти темы я и постараюсь говорить, но вот перед тем, как войти сюда, она же и сказала о том, что, по ее мнению, очень хорошая обстановка была создана теми, кто организовывал мероприятие. Я хочу в самом начале своего выступления поблагодарить всех, кто организовывал этот форум сегодня. Спасибо большое. Уникальность, привлекательность Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход – слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития. Возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир. Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиции Европы в мировой экономике. А кроме того, подрывает региональную и глобальную безопасность. Фактически, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе. Они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация – это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития. Что было раньше? На что хотел бы обратить внимание? На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты,
технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах. То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов. Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично. Повторю, корни нынешней турбулентности в мире в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной. Что имеется в виду? Прежде всего, меняется структура роста в пользу новых центров развития стран глобального юга. И это, уважаемые коллеги, ну вы и сами это хорошо видите и знаете, это не декларация, а объективная реальность. Ведь в странах, о которых говорю, растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок. А значит, строятся города, дороги, порты, энергетические и цифровые сети. Появляются собственные финансовые, образовательные и научно-технологические центры. Отмечу в этой связи, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние 5 лет, то почти половину его ежегодного прироста, 49%, обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «большой семерки» оценивается в 18%. Для справки могу добавить, что при росте мировой экономики в 2021-2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% странами Большой Семерки. В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%. Доля Большой Семерки менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос? Что происходит? За счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше и будут еще выше. Эта тенденция сохранится. Если у стран семерки до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, это не мы придумали, это данные МВФ и Мирового банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить. Конечно, бизнесу интереснее там, где более динамичное развитие, где есть перспектива для увеличения производства и сбыта продукции. Поэтому фокус глобальной торговли, а вместе с ней и финансовой системы, также будет смещаться. Он уже смещается, и тенденция будет продолжаться.
Многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международная торговля становится более эффективной. Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые коридоры. В Евразии это коридор север-юг, трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития. Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, отмечу следующее. За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлось почти четверть мирового экспорта. А этот показатель продолжает расти неуклонно. Как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает $1 триллион в год. Особую, значимую роль в этих процессах получают так называемые страны-коннекторы, если их можно так назвать. Они соединяют рынки, технологии, финансовые потоки, культуру ведения бизнеса. Причем речь не только о простом транзите, перевозках через определенную территорию. Здесь также важно отметить, главное – обеспечивать доверие, логистику, расчеты, правовую определенность и технологическую совместимость. В работе панельной сессии принимают участие президент Республики Узбекистан. Я просил бы еще раз его поприветствовать. Спасибо большое, что вы с нами. Руководитель страны, которая является одним из центров экономического роста. В ней активно растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, внутренний рынок. В то же время Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем, Ближним Востоком. Таких примеров, когда собственное развитие гармонично дополняется и использует преимущества связи с другими центрами многополярного мира, будет все больше. Это в полной мере касается и другого нашего гостя из Танзании. Еще раз, пожалуйста. Танзания, которая играет схожую роль в Восточной Африке. Отмечу еще одну важную тенденцию. Глобальная торговая архитектура постепенно уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации. С начала 21 века количество двусторонних, региональных и мегарегиональных соглашений в сфере торговли увеличилось почти в 4 раза. Почему это происходит? Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия, и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдется другое решение, и оно находится в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений. И еще, уже говорил, санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения,
Они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой, платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба. Кстати, подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов, имея в виду высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. Вот госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции 146, у Италии 137, Франции 115, Бельгии 108%. У России, кстати, 16,4. Но плавающая такая цифра немножко. Вчера я говорил на встрече с главными редакторами информагентств. Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8, но, во всяком случае, несопоставимая величина. Так, дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году 3,1% ВВП. Максимальный дефицит в таких странах, как Польша 7,3, Бельгия 5,2, Франция 5,1, США 5,9, в России 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021-2022 годах, когда за 2 года цены в зоне евро и в США выросли на 14%. Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчеты на национальные валюты. Все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран. Россия в торговой связи с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти 2/3. Подчеркну, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию и, конечно, с должным противодействием уходу от налогов, мошенничества, отмыванию средств. Разумеется, на это нужно обращать особое внимание всегда. Далее. Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития. Но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт. Теперь он превышает треть глобальных поставок. И это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет. Так, у нашего стратегического партнера Китая больше всех патентов в области искусственного интеллекта, где, кстати, и у России есть очень хорошие перспективы. Давайте поприветствуем зампредседателя Китайской Народной Республики. Другой наш ключевой партнер, Индия, является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На нее приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения. Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере в области городских сервисов, здравоохранения и образования.
Они улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуются при участии Росатома. Более 80%. Это такой серьезный показатель. Серьезные инженерные, технологические заделы у нас и в управлении водно-энергетическим балансом, что приобретает все большее значение в Азии, в Африке, да и во всем мире. Полагаю, что коллеги, которые участвуют в нашей панельной сессии, с этим не могут не согласиться, соглашаются с этим. Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Эксперты выделяют 3 ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе – это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. И, наконец, третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. И в таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ. А как они будут использоваться – это вопрос. По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию. И здесь не нужно обманываться. Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешательства в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства. Такой опыт, проверенный годами, накоплен у нас в отношениях с Китайской Народной Республикой, действительно стратегическим партнером России. Наше экономическое сотрудничество охватывает практически все сферы, включая высокие технологии, транспорт, машиностроение и, конечно, энергетику. Уважаемые друзья, как уже сказал, позиции в системе мировых экономических связей, глобальное лидерство зависит от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. Речь не только о возможности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы. Это также вопрос качества государства, экономики, общества. Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие. Подчеркну, настоящий суверенитет требует эффективности. Нельзя сказать, мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно и неудобно. Наоборот, на всех участках работы нужно действовать максимально активно, с наибольшей отдачей. Нужно быстрее производить,
обеспечивая рост доходов государства, бизнеса и граждан. В напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а напротив, расширяя круг партнеров. Да, сейчас экономическая динамика сдержанная, наверное, мы еще об этом поговорим. Здесь напомню о поставленной задаче перед правительством. Уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Сделать это можно только при одном условии – увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл. За 2021-2024 годы прирост инвестиций в России составил почти 38% в реальном выражении. А в прошлом году, конечно, было снижение. Обращаю внимание, запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы. Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. Вот, по-моему, вчера тоже говорил, по прогнозу инфляция в текущем году приблизится к 5,2%. Мы с коллегами регулярно обсуждаем вопросы экономической повестки. И отмечу, что динамика промышленного производства, валового внутреннего продукта, потребительской активности в России находится в плюсе. В апреле промышленное производство в России выросло, несмотря на все проблемы. Наверное, тоже будут об этом сегодня вопросы какие-то. Но, во всяком случае, в апреле промышленное производство в нашей стране выросло на 1,9%, в том числе обрабатывающая промышленность на 3,1%. Розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%. За январь-апрель текущего года подрос еще на 0,2%. И что в этой связи хотелось бы сказать? Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиции нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными. В этой связи обозначу некоторые соображения о том, какой суверенитет нужен России. Я уже обозначил там чуть выше. Сейчас несколько слов поподробнее. Первое. Как уже отметил, суверенная экономика опирается на сквозное внедрение технологий, на использование передовых решений, которые упрощают работу бизнеса, переводят многие процессы в автоматический режим, а значит, помогают повысить производительность труда и эффективность экономики в целом. Этот тезис особенно относится к области обороны и безопасности. Заметные результаты в России в платформизации, если можно так выразиться, по внедрению во все сферы экономики, по динамике роста электронной коммерции порядка 30% в год у нас наблюдается. Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю. Это в том числе говорит о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам. Сегодня уже упоминал про наших друзей и партнеров Республику Узбекистан. Вот в качестве примера. Оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. Это было в 2023 году. А уже в 2025 году почти 1,5 миллиарда с перспективой выйти на уровень свыше 2 миллиардов долларов в текущем году. О чем это говорит? Ну, просто производители товаров, причем самых разных, включая мелких, средних производителей, через эту структуру, через эту платформу
спокойно попадают на российский рынок. И оборот, не только, кстати, на российский, используя нашу платформу и на рынке других стран, ну, главным образом в данном случае на российский рынок, и объемы-то как растут. И люди работают эффективно, и зарабатывают хорошо, их малые и средние предприятия развиваются. И при всем при этом это происходит за счет современной логистики с уплатой налогов и таможенных сборов. И вот это можно только поприветствовать. То есть оборот уже вырос в 3,5 раза и продолжает увеличиваться, в том числе за счет доступа ко всем потребителям Евразийского экономического пространства, к странам-партнерам, например, на динамичном африканском континенте. И это то, что происходит через нашу платформу. Сегодня через эту российскую платформу бизнес получает доступ почти к 500 миллиарда потенциальных клиентов по всему миру. И их количество растет. Тем самым российские платформенные решения становятся настоящим драйвером развития экономик партнеров. Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм, а также такие области, как здравоохранение, образование, медиасфера и другие. Конечно, надо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизацией отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем. У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. И прошу правительства подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ. На форуме будущих технологий, которая состоится в начале следующего года, предлагаю обсудить развитие экосистем платформенной экономики. И прошу профильную межведомственную рабочую группу при администрации президента сопровождать подготовку этого форума. Второе, на что хотел бы обратить внимание. И сегодня, и на перспективу суверенитет страны определяют люди. Их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления. Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане. С сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем. В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Ну, для сравнения могу сказать, что вот к нам приближается Япония 2,5%, в Индии 4,2%, в США 4,2%, в еврозоне 5,9%. За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий. Вновь подчеркну, дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы. Отдельный вопрос касается трудовой мобильности, когда специалист может найти более современную, высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе страны. Там, где потребность в кадрах особенно высока, а производство представляют растущие стратегические отрасли, настроенные на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью. Как известно, наиболее мобильные молодые люди, которые только закончили учебу или учатся на последних курсах вузов, университетов, для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. А также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Знаю, что поправки в Трудовой кодекс подготовлены. Прошу правительство и Государственную Думу ускорить их принятие. Третье. Очевидно, что суверенитет такой большой страны, как Россия, определяется не только силой столицы или
нескольких крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места, развивал производство и городскую среду. На площадке нашего форума организованы выставочные стенды, где субъекты федерации демонстрируют свои сильные стороны, успехи и перспективные планы. Проводят переговоры с инвесторами, компаниями, которые хотят выйти на их рынок. Уверен, участники нашей панельной дискуссии, гости уже увидели эту богатую палитру российских регионов, смогли ближе с ними познакомиться. Но по традиции на полях форума подводятся итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов, показавших самую высокую динамику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарские и Приморские края. Поздравляю коллег с этими результатами. Будем и дальше оказывать здесь финансовую поддержку в регионах, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. За последние 4 года через этот инструмент регионам было выделено свыше 1 триллиона рублей. До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов. При этом мы списываем задолженность регионов по бюджетным кредитам за последние 2 года почти на 440 миллиардов рублей, а в этом году перенесем на более поздний срок погашение такой задолженности еще более чем на 100 миллиардов. Освободившиеся средства регионы могут направить в том числе и на проекты развития. Добавлю, что с текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается еще одно направление. Речь идет о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия, старинных домах, усадьбах, зданиях. Задача их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот, сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России, для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца. Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру и в восстановлении объектов культурного наследия, и в целом для развития субъектов федерации нужно использовать потенциал стратегических бизнес-партнеров, то есть крупных наших компаний, предприятий, которые играют определяющую роль в экономике того или другого региона. Уже решено подготовить механизмы участия таких компаний в строительном секторе, в развитии социальной инфраструктуры, детские сады, школы, больницы, поликлиники. Прошу завершить эту работу в кратчайшие сроки. Здесь же напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович, столица это не повредит. В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию «Русгидро» и банк ПСБ. Приняты соответствующие решения в Объединенной двигателестроительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства. Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать. Далее. Современное предпринимательство – это зачастую не просто развитие бизнеса, а настоящее созидание. Когда вокруг формируется более удобная городская среда, а то и целые населенные пункты, комфортные, привлекательные для жизни, такие примеры у нас есть. Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать здесь, что называется, больше творческой свободы через новые экономические,
строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима. Также нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды, то есть механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика. Прошу правительство совместно с институтами развития, агентством стратегических инициатив сформулировать такую нормативную базу. Далее. Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы. Ведь именно предприниматели, компании находят и формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость. Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата. Бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование, меры и механизмы поддержки со стороны государства. В целом условия работы на годы вперед. Мы уже провели донастройку системы налогообложения. Выстроили линейку поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. В сотрудничестве с деловым сообществом подготовили национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В том числе речь идет о конкретных шагах для упрощения регистрации компаний и подачи налоговой отчетности. Эту работу, безусловно, нужно продолжить, сделать удобнее подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения и так далее, и так далее. Очень важно, и хочу вновь подчеркнуть, чтобы национальная модель приносила ощутимые результаты для бизнеса, для предпринимателей. Отдельно скажу буквально два слова о системной работе в части малого и среднего бизнеса. Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению. Однако, когда бизнес растет, развивается, то порой возникают организационные трудности, дополнительные финансовые затраты. И не каждый предприниматель готов с ними справиться. Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения. Прошу правительство вместе с ВЭБом и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которая охватит все этапы от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем и к компании со всеми плюсами корпоративного управления. В этой работе обязательно нужно учесть переход экономики на платформенный рельс. Кроме того, обращаю внимание вот на какую тему, которая тоже была в центре дискуссии и находится, знаю. С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет. Да. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки. А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой, конкурентной деловой среды. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении. И, наконец, в завершении, сильная, суверенная страна, как уже не раз говорил, не может быть закрытой.
Да, жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию, укреплять инфраструктуру, которая имеет принципиальное значение для безопасности государства, для предпринимателей, для повышения качества жизни людей. При этом мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, в том числе именно на основе отечественных технологий. Будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Пилотный проект здесь, как известно, трасса Москва-Петербург. Также имею в виду наращивание мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальные артерии. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота. Прошу правительство, Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. Собственная логистическая и производственная, технологическая и финансовая база, предсказуемая среда для бизнеса и развития кадрового потенциала – это мощные конкурентные преимущества на глобальном рынке. Залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, хотят создавать и наращивать с нами взаимовыгодные альянсы, вкладываться в Россию, в совместный бизнес. И мы, безусловно, и приглашать наши компании к сотрудничеству. Уверен, проведение таких мероприятий, как Петербургский экономический форум, внесет свой весомый вклад в эту большую и очень важную работу, позволит всем нам добиваться дальнейших успехов на пути процветания наших стран и народов. Спасибо за ваше внимание. Благодарю вас, господин президент, за то, что вы задали тон для нашей дискуссии, которая состоится впоследствии. Но сейчас я предлагаю передать слово следующему выступающему, уважаемому господину Мирзиёеву, президенту Республики Узбекистан. Слово вам. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение и радушный прием, который наша делегация уже несколько дней ощущает в Санкт-Петербурге. Хочу также приветствовать президента Танзании госпожу Самию Сулуху Хасан и заместителя председателя Китайской Народной Республики господина Хан Джена. Для меня большая честь принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме, который за 3 десятилетия своего существования стал одной из самых авторитетных и востребованных площадок для обмена мнениями по важнейшим вопросам мировой повестки. Искренне рад, что вновь находясь в Санкт-Петербурге, культурной столице России, городе, который связан с Узбекистаном особой историей, духовной близостью и человеческими судьбами. В суровые фронтовые годы многие узбекистанцы участвовали в обороне Ленинграда. А Ташкент приютил более 1,5 миллиона эвакуированных детей, женщин и стариков. Память об этом остается частью нашего общего нравственного пространства. Уважаемые участники форума, сегодня именно здесь, на берегах Невы, помня о прошлом, мы обсуждаем вопросы будущего и новой архитектуры глобальной экономики.
Только что Владимир Владимирович на эти вопросы особенно уделил внимание. Это новая архитектура глобальной экономики. Мы все видим, ощущаем и чувствуем. Мир переживает глубокую перестройку. Меняются транспортные маршруты, формируются новые производственные цепочки, появляются современные технологические платформы, повсеместно внедряется искусственный интеллект, происходит фундаментальное переосмысление энергетической, продовольственной и цифровой безопасности. Конкуренция все чаще проявляется не только в борьбе за рынки и природные ресурсы, она переходит в сферу технологий, логистики и инфраструктуры. В условиях турбулентности в мировой экономике растет значение государств и регионов, играющих консолидирующую роль. Я хочу особо подчеркнуть, консолидирующую роль и способных формировать вокруг себя пространство кооперации, устойчивости и взаимовыгоды. Узбекистан на протяжении тысячелетий был сердцем Великого Шелкового пути. Через Самарканд, Бухару и Ташкент не просто шли товары, а происходило взаимопроникновение идей и знаний, культурных и религиозных традиций. Поэтому открытость всегда была для нас не выбором, а жизненной необходимостью и цивилизационным кодом. Сейчас она получает новое содержание. Узбекистан и Центральная Азия в целом становятся самостоятельным центром экономического роста. Здесь сходятся транспортные и технологические и демографические контуры будущего. Здесь формируется перекресток основных коммуникаций между севером и югом, западом и востоком. Чтобы прочно закрепить этот набирающий силу тренд, нам остро необходима связанность качественно нового уровня. Речь идет не только о сопряжении традиционных транспортно-логистических и энергетических коридоров, но и об интеграции цифровой, платежной и производственной инфраструктуры. Сильная, консолидированная, экономически связанная, открытая и стабильная Центральная Азия отвечает стратегическим интересам всех наших партнеров. Дамы и господа, Россия для Узбекистана больше, чем сосед по региону. Это наш проверенный временем стратегический партнер и союзник. Сегодня наши отношения вступили в новую эру. Сотрудничество стало многоуровневым и разноплановым. Мы прошли путь от простой торговли товарами к сложным индустриальным цепочкам, технологическим альянсам, совместному проектированию и локализации производств. По нашей статистике, за 10 лет взаимный товарооборот вырос более чем в 3 раза, с 14 до 13 миллиардов долларов. Текущий портфель совместных проектов с Россией превышает 50 миллиардов долларов. Последовательно расширяется торгово-экономическое сотрудничество между регионами двух стран. В этот процесс активно вовлечены наши основные партнеры – Москва и Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Татарстан и Башкортостан, Красноярские и Пермские края, а также многие-многие другие российские регионы. Объем реализуемых ими региональных проектов составляет более 5 миллиардов долларов. На подходе пакет инвестиций еще на 5 миллиардов. Взаимодействие охватывает все ключевые отрасли, в том числе энергетику, химию и нефтехимию, машиностроение, сельское хозяйство, логистику, текстиль, пищевую промышленность и многие другие сектора. Среди проектов особого внимания заслуживают совместные промышленные парки в 5 регионах Узбекистана. Это дает хорошие результаты нашей совместной работы.
и создание вагоностроительного кластера в Ташкенте. Отдельно хотел бы остановиться на энергетике. За счет инвестиционных проектов, в том числе российскими участием, мы расширили производство электроэнергии в 1,5 раза, с 58 до 87 миллиардов киловатт-часов. К 2030 году планируем нарастить генерацию до 120 миллиардов киловатт, 54% из которых составят возобновляемые источники энергии. Наши мощности также увеличатся за счет ввода в эксплуатацию первой гибридной атомной станции в Узбекистане с участием России. Наверное, вы вчера все видели, мы вчера с Владимиром Владимировичем приняли участие в церемонии заливки первого бетона строительства атомной электростанции. Для нас это проект долгосрочного развития, подготовка новой инженерной школы и освоение передовых технологий, намерение совместно работать и в других сферах мирного применения атома, медицины, сельском хозяйстве, промышленности и науке. Уважаемые друзья, в нынешних условиях технологическое и промышленное сотрудничество Узбекистана и России не должно ограничиваться рамками только двустороннего взаимодействия. Мы ориентируемся на большие пространства кооперации, способные объединять промышленный потенциал, ресурсы, рынки и компетенции. Именно поэтому выступаем с инициативой формирования Евразийского пояса технологической индустриализации. Это система взаимосвязанных производственных и технологических кластеров, объединенных единой цифровой платформой промышленной кооперации. Речь идет о создании цепочек полного цикла от разработки технологий и подготовки кадров до локализации промышленного производства и выхода на внешние рынки. Предлагаем реализовать эту инициативу на базе уже апробированной платформы инновационно-промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», потому что, я хочу сказать, мы за эти годы накопили очень хороший опыт совместной работы. Ежегодно проводимый это в Ташкенте. Такой подход позволит бизнесу напрямую находить партнеров и налаживать взаимовыгодные связи. Дамы и господа, перспективным направлением сотрудничества, безусловно, является цифровизация, которая становится новым языком экономики. Если раньше инфраструктура означала дороги, трубопроводы и ЛЭП, то сегодня это прежде всего цифровые платформы. Они формируют вокруг себя целую систему экосистем, рабочие места, логистику, платежные сервисы, новые экспортные возможности. Узбекский бизнес активно развивает цифровые решения и одновременно открыт к технологическому партнерству с широким кругом стран. К примеру, через российские маркетплейсы и цифровые сервисы в своем выступлении Владимир Владимирович тоже отметил, и я тоже хочу отметить. Это мы недавно начали, прошло немного, но есть хороший результат. Объем продаж наших товаров за последние несколько лет вырос в 3,5 раза, достигнув, как уже было сказано, более 1,5 миллиардов долларов. Это, я думаю, хороший результат, и это хорошая перспектива нашей совместной будущей работы. С целью углубления сотрудничества предлагаем начать формирование совместной цифровой экосистемы. Она могла бы включить сближение правил регулирования цифровой торговли и городских сервисов, дальнейшее продвижение узбекских и российских брендов на взаимных платформах, создание единого цифрового профиля занятости, развитие продуктов на основе искусственного интеллекта. Это даст бизнесу новые рынки, а гражданам дополнительные возможности дохода. В то же время погоня за цифровизацией важно помнить, что в основе любых преобразований всегда находится человек. Сегодня Узбекистан – одна из самых молодых стран мира, где больше половины населения
это молодежь. Это не просто статистика, это энергия развития, это новый спрос, это наше будущее. И сегодня наша задача заключается не только в том, чтобы дать молодым людям современные знания. Важно создать условия, при которых молодежь сможет освоить передовые компетенции и реализовать свой потенциал. Особую роль здесь играет сотрудничество в образовании и подготовке кадров. В Узбекистане действует 32 филиала иностранных вузов. Я хочу эту цифру еще раз сказать, потому что это мы с Владимиром Владимировичем по каждому вузу очень серьезно была со стороны Владимира Владимировича поддержка. И из 32 филиалов иностранных вузов 15 из которых это российские. Это самая крупная сеть университетов России за рубежом. В то же время важное значение имеет профессиональное образование, особенно с акцентом на внедрение практикоориентированных программ подготовки. У нас уже есть успешные примеры. Это запуск первых совместных инженерных школ в Алмалыке и в Ташкенте. Эффективным механизмом сотрудничества в этой сфере могло бы стать обучающие онлайн-сервисы, запуск которых позволит молодым людям получать необходимые знания даже в самых отдаленных районах. Это кардинально изменит модель трудовой мобильности и выведет ее организацию на качественно новый уровень. В этой связи предлагаем создать совместную онлайн-платформу развития человеческого капитала. Ее задача – связать образование, профессиональную подготовку и рынок труда. В этой системе могут быть объединены образовательные программы, языковые и IT-курсы, поддержка молодых предпринимателей, доступ к работодателям. Для молодежи это будет понятный маршрут в новую экономику. Для бизнеса доступ к базе подготовленных кадров. Для университетов и колледжей связь с реальным спросом рынка. Для Узбекистана и России долгосрочная инвестиция это самое главное, нашу высшую ценность людей. Если уважаемый Владимир Владимирович поддержит это начинание, то поручим новым отраслевым ведомствам, нашим ведомствам, руководителям запустить такую платформу как можно быстрее. Владимир Владимирович. Отдельно хотел бы выделить туризм направление как гуманитарную основу нашего партнерства. Эта отрасль лучше всего формирует экономику доверия. Когда люди приезжают в Узбекистан, они видят не только памятники и города, но и культуру, и гостеприимство, деловую среду и возможность для бизнеса. В 2025 году у нас в гостях побывали почти 1 миллион россиян. В этом году мы готовы принять еще больше. Для этого развиваем не только туристическую инфраструктуру, но и креативную экономику. К 2030 году доля ее составит 5% ВВП, что превратит эту творческую сферу в один из драйверов экономического роста. В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества предлагаем запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Петербурга. Эта инициатива подразумевает организацию совместных фестивалей искусства и кино, музейных выставок, гастрономических недель и музыкальных событий. Вчера в Мариинском театре и Эрмитаже уже стартовали проекты культуры и искусства Узбекистана. Уважаемые участники форума, 2026 год имеет для нашей страны особое значение. Мы подводим к знаковому рубежу системных реформ. 10 лет назад мы начали строить новый Узбекистан, сделав ставку на открытость, инклюзивность и прагматизм. За это время была сформирована прочная основа для долгосрочного роста, благоприятная деловая среда,
устойчивая промышленная база и новая инфраструктура. Размер нашей экономики увеличился. В 2016 году у нас экономика, размер был всего 50 миллиардов долларов. Он увеличился итогом 2025 года до 147 миллиардов долларов. В этом году прогнозируем рост свыше 8%. За годы реформ в страну привлечено более 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Запущены 1000 современных предприятий. Экспорт товаров и услуг вырос почти в 3 раза. Даже сейчас, в условиях глобальной нестабильности, Узбекистан продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста. Наша экономика становится более многогранной, внутренний рынок расширяется, а спрос на современные технологии, инфраструктуру и качественные рабочие места растет. Одним из ключевых преимуществ Узбекистана является молодое, активное и быстрорастущее население. Это долгосрочная база развития предпринимательства, технологий, сервисов и промышленности. Но демография сама по себе не гарантирует успех. Этот потенциал нужно трансформировать. Мощный интеллектуальный ресурс в компетенции, производительность, способность создавать продукты и технологии с высокой добавленной стоимостью. С самого начала наших реформ мы стремимся сочетать рыночную эффективность и социальную ответственность. В этом заключается особенность узбекской модели экономического развития. Рост должен быть не только быстрым, он должен быть устойчивым, инклюзивным и ориентированным на повышение качества жизни людей. Только за 5 лет совокупные доходы населения выросли 2,5 раза. Главный критерий для нас – это высокое качество жизни, достоинство человека и раскрытие потенциала каждого. Достижение именно этой цели служит стратегия развития Узбекистан-2030. К этому сроку мы намерены поднять доходы населения до уровня выше среднего, перевести все отрасли на модель технологического и инновационного роста, увеличить объем экономики еще в 1,5 раза до более чем 240 миллиардов долларов. Уважаемые участники форума, в Узбекистане последовательно формируются все условия для глобальных инвестиций, создается благоприятный деловой климат, совершенствуются рыночные институты, растет уровень конкуренции и производственный потенциал. Приглашаем присутствующих здесь инвесторов в создание новых индустриальных цепочек с высокой добавленной стоимостью. Нашим приоритетом является глубокая локализация и компетенция производства и разработок, а также развитие современных инженеринга и новых экспортных направлений. Это особенно важно в тех отраслях, где сегодня создается новая экономика, промышленная переработка, агротехнология, биохимия, робототехника, цифровые решения и искусственный интеллект. Большой потенциал сотрудничества видим в проектах реализации в формате государственно-частного партнерства в энергетике, в авиации, образовании, геологии и многих других отраслях. Предлагаем заинтересованным партнерам не только растущий внутренний рынок, но и прямой выход на соседние страны и регионы. Дорогие друзья, Узбекистан – это надежная и предсказуемая страна для глобального делового сообщества, движение нашей экономики в сторону максимальной открытости. Объективно подтверждается ведущими рейтинговыми агентствами. Только в этом году наша страна поднялась еще на 14 позиций в индексе экономической свободы. За последние годы мы разместили на международных рынках суверенные и корпоративные облигации на сумму 16 миллиардов долларов. В прошлом месяце на лондонской фондовой бирже впервые состоялось публичное размещение акций Национального инвестиционного фонда Узбекистана, объединяющего активы крупнейших наших госкомпаний в целях дальнейшего развития рынка капитала, формирования устойчивой финансово-инвестиционного платформы
работающий на основе лучших стандартов, мы приступили к созданию Ташкентского международного финансового центра. Специальный правовой и налоговый режим центра предоставит инвесторам удобные инструменты и надежные гарантии для ведения бизнеса. Пользуясь случаем, приглашаю всех вас на Ташкентский международный инвестиционный форум 16-18 июня, в рамках которого можно будет воочию ознакомиться с открывающимися возможностями и перспективами нового Узбекистана. Дамы и господа, символичен девиз нынешнего форума «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему». Действительно, именно открытый и уважительный диалог сегодня становится главным условием устойчивого развития. Новые возможности появляются там, где есть доверие, готовность к сотрудничеству, стремление вместе искать решение. Партнерства Узбекистана и России – наглядный пример подобного взаимодействия. Еще раз хочу выразить искреннюю благодарность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину, за приглашение на этот масштабный международный форум и возможность предоставить приоритеты развития нового Узбекистана. В завершение желаем всем участникам продуктивной работы, интересного обмена мнениями. Благодарю за внимание. Дамы и господа, это было выступление президента Узбекистана. А сейчас я хотела бы предоставить слово госпоже президенту Объединенной Республики Танзании, госпожа Самия Сулуху Хасан. Прошу вас. Ваше превосходительство, уважаемый президент Путин, президент Российской Федерации, а также наш радушный хозяин, Ваше превосходительство, уважаемый президент Узбекистана господин Мирзиёев, Ваше превосходительство, господин Хан Чжэн, заместитель председателя Китайской Народной Республики, уважаемые министры и главы делегаций, уважаемые лидеры промышленности, представители научного сообщества, все друзья Африки, дамы и господа. Прежде всего, я хотела бы передать вам самые теплые приветствия от братского народа Объединенной Республики Танзании. Это страна, которая вызывает в ваших головах такие образы, как снега Килиманджаро. Это самая высокая отдельно стоящая вершина в мире. Спасибо. Конечно же, я хотела бы передать вам приветствие от бескрайних равнин Серенгети, где сама природа создает самое древнее и великолепное чудо, а именно миграцию антилоп гну и, конечно, остров специй Занзибар. Для меня большая честь выступать сегодня перед вами. Это действительно очень уважаемое мероприятие, которое происходит уже в 29-й раз. И, вне всякого сомнения, Петербургский международный экономический форум стал одной из самых значимых платформ для откровенного экономического диалога. Я хотела бы искренне повторить свою благодарность принимающей стороне, его превосходительству президенту Путину, а также всему российскому народу за оказанное гостеприимство лично мне и всей моей делегации. С самого момента, когда мы только приехали в эту великолепную страну, мы постоянно ощущаем это гостеприимство. Ваше превосходительство, как вы, вероятно, хорошо знаете, у России и Танзании очень долгая история взаимоотношений. Уже более 60 лет нашим отношениям, а в декабре этого года наши две страны отпразднуют 65 лет установления дипломатических отношений. И, конечно, мы не принимаем этот юбилей как простую цифру, как данность. Для нас это прежде всего заявление о намерениях продолжать взаимовыгодное сотрудничество, которое в конечном итоге должно улучшать жизнь наших людей, наших народов. Ваше превосходительство,
этого, Танзания является одной из самых быстро развивающихся экономик в Африке. Наш экономический рост на данный момент составляет 6%, и ожидается, что он дойдет до 6,3% уже к концу этого года. Задача заключается в том, чтобы получить статус экономики с доходом выше среднего, и ожидается, что уровень доходов на душу населения составит $7 000 США в соответствии с видением Танзании до 2050 года. Для того, чтобы добиться этой цели, мы развиваемся сразу в 3 направлениях. Во-первых, мы приоритизируем развитие инфраструктурных проектов, прежде всего транспортных проектов, включая программу по развитию стандартной железнодорожной колеи для того, чтобы связать порт Дар-эс-Салама с такими странами, как Руанда, Бурунди и восточную часть Демократической Республики Конго. Также должна отметить, что 5-летний план развития с 26 по 31 год предполагает планы по развитию нашей железнодорожной сети. Мы ожидаем, что мы сможем связать таким образом порт Танга с портом Мусома на озере Виктория, и таким образом будем продвигать южный железнодорожный коридор. Именно южный железнодорожный коридор позволит нам связать Танзанию с Малави и Мозамбиком. Это еще один важный для нас проект. Также мы успешно завершили строительство проекта в сфере гидроэнергетики, посвященному Джулиусу Ньере. Ожидается, что в рамках этого проекта мы получим генерацию дополнительно 2000 мегаватт к нашей национальной энергосети, и уже к 2050 году мы добавим еще дополнительные 7000 мегаватт. Также мы объединяем наши усилия вместе с Угандой для того, чтобы внедрить в эксплуатацию восточноафриканский нефтепровод, который обеспечит поставки сырой нефти по нашим территориям к глобальному рынку. Также, безусловно, мы заинтересованы и в развитии широкополосного интернета. Важно, чтобы покрытие составляло более 95%. При этом мы активно развиваем дата-центры, а также прокладываем трансграничное оптоволокно. А все это включено в нашу национальную программу развития широкополосного интернета и ИКТ. Также наши проекты связаны и с соседними странами, с Кенией, Угандой, Руандой, Бурунди, Замбией, Мозамбиком и Малави. Именно таким образом Танзания позиционирует себя как региональный цифровой хаб для соседних стран. Ваше превосходительство, позвольте поделиться с вами идеей, которая, на мой взгляд, будет очень уместна на этом форуме. К 2050 году каждый 4-й человек на этой планете будет африканцем. Африка останется единственным континентом на планете, который по-прежнему будет предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне. Именно на африканском континенте будет находиться 9 из 20 самых быстро развивающихся экономик. А средний класс африканского континента превысит 1 миллиард человек. При этом африканская континентальная зона свободной торговли будет работать полноценно и таким образом превратить нас в крупнейший единый рынок в мире по численности населения. Это не прогноз, это реальный арифметический расчет. Африка будет расти, и в этом нет никаких сомнений. Но вопрос заключается в том, при каких условиях, с какими партнерами мы будем это делать вместе и какую модель роста мы будем использовать. Благодарю вас. Африка уже смогла выработать собственную модель развития. Она четко изложена в повестке Африканского союза до 2063 года. И операционализованы эти планы будут в рамках Африканской континентальной свободной зоны торговли, программы инфраструктурного развития Африки, а также региональные экономические планы по развитию. Сегодня мы говорим о развитии двусторонних отношений между Танзанией и Африкой, между Танзанией и Россией. Я рада сказать о том, что инвестиционное ведомство Танзании подписало меморандум о взаимопонимании с фондом Росконгресс.
Таким образом, мы формализовали наше взаимодействие, и, вне всякого сомнения, таким образом будет построен новый мост для бизнеса в Танзании. Конкретные шаги предпринимаются уже сейчас для того, чтобы произвести необходимые поправки к нашему законодательству для создания благоприятного инвестиционного климата и, таким образом, привлечения больших капитальных инвестиций. В 2025 году мы создали службу одного окна для всех инвесторов, которые готовы инвестировать в Танзанию. И сейчас новую компанию можно зарегистрировать онлайн в течение 24 часов. Таким образом, Танзания смогла стать одним из самых наиболее быстро растущих инвестиционных направлений в Африке. Мы смогли привлечь 12 миллиардов прямых иностранных инвестиций в 2025 году, в то время как в 2021 году эта цифра составляла лишь 3 миллиарда долларов. Мы гордимся тем, что и российские предприятия поспособствовали такой траектории роста. Наша торговля оставалась довольно стабильной и составляла около 400 миллионов долларов ежегодно. При этом, безусловно, Танзания хотела бы больше экспортировать в Россию, и хотим, чтобы Россия больше экспортировала в Танзанию. Дамы и господа, сейчас позвольте мне отметить 5 основных проектов, в отношении которых мы ищем партнеров в международном бизнес-сообществе. Прежде всего, мы рады сообщить вам, что сейчас Танзания начинает один из важнейших инфраструктурных проектов по развитию портовой инфраструктуры в рамках специальной экономической зоны. Эта специальная экономическая зона находится всего в 40 километрах к северу от нашей коммерческой столицы Дар-эс-Салам. Мы хотим превратить маленький исторический торговый район в глобальный хаб по развитию коммерции, промышленного производства и морского сектора. Также хочу отметить специальную экономическую зону Багамоя. Это флагманский проект, и мы хотели бы пригласить международные предприятия и компании Дня партнерства с нами именно в этой зоне. Также мы работаем над развитием порта перевалки, который будет находиться в Мангапване на прекрасном острове Занзибар. Уже проведено технико-экономическое обоснование для обоих портов, и мы хотели бы пригласить партнеров рассмотреть эти проекты с точки зрения инвестиций. Во-вторых, что касается горнодобывающих промышленности и обогащения минералов. У нас действительно большое количество золота, урана, никеля, графита, гелия, нобия и других редкоземельных элементов. Все это дает нам существенные экономические преимущества, и наша национальная политика в этом отношении очень четкая. Мы хотим перестать быть просто производителем сырья, мы хотим производить готовую продукцию. И всячески приглашаем партнеров инвестировать вместе с нами в промышленные парки, которые действительно сделают процесс работы в горнодобывающем бизнесом наиболее осмысленным. Конечно, нужно сказать и пару слов о туризме. Танзания славится как туристическое направление по всему миру, и наша отрасль гостеприимства по-прежнему играет очень серьезную роль в глобальном туризме. В прошлом году уже во второй раз национальный парк Серенгети занял первое место как ведущий национальный парк Африки и получил престижную награду World Travel Awards в декабре 2025 года. В то же время Танзания также получила звание ведущего направления в Африке, и непосредственно остров Занзибар получил награду как лучшее, самое популярное направление для проведения корпоративных мероприятий. В рамках нашего плана по привлечению туристов из России мы проработали отдельную программу, и национальный перевозчик Air Tanzania, наши крылья Килиманджаро, будет осуществлять прямые рейсы между Дар-эс-Саламом, Москвой и Занзибаром. И первый рейс будет запущен уже совсем скоро. Ожидается, что первый рейс состоится 2 июля этого года.
Наша задача заключается в том, чтобы больше россиян посещали Танзанию. Мы целимся на цифру 500 тысяч человек к 2030 году и совсем скоро рассчитываем достичь планки в 1 миллион туристов. В-четвертых, мы прилагаем усилия для того, чтобы по-настоящему трансформировать сельскохозяйственный сектор страны и обеспечить продовольственную безопасность. Мы активно развиваем продовольственный сектор и производство удобрений для того, чтобы обеспечить стабильность внутренней обстановки. Конечно, Россия является крупнейшим экспортером удобрений, и Танзания очень заинтересована в том, чтобы создать локальные заводы по производству удобрений, которые будут обслуживать не только нашу страну, но и регион в целом. В-пятых, очень важная для нас сфера — это энергогенерация. Танзания обладает обширными запасами урана. Наша задача заключается в том, чтобы использовать его и развивать ядерную энергетику для того, чтобы удовлетворять постоянно растущую потребность в энергоносителей. Задача заключается в том, чтобы достичь планки 8 тысяч мегаватт к 2030 году и 70 тысяч мегаватт к 2050. В этом контексте важно отметить, что Танзания планирует развивать ядерную энергетику в рамках своей долгосрочной стратегии для того, чтобы диверсифицировать собственный энергобаланс и поддерживать устойчивое экономическое развитие. С этой целью мы разработали амбициозную национальную дорожную карту по развитию ядерной энергетики, включая использование малых ядерных реакторов в долгосрочной энергетической стратегии. И в этом отношении Росатом — это российская компания, которая уже проявляет большой интерес, и мы ведем с ними переговоры. В завершение, Ваше Превосходительство, стоит отметить, что мир меняется очень быстро. И это, в свою очередь, требует от развивающихся стран соответствовать данной скорости изменений. Нам важно следовать за направлением ветра. И действительно, пришло время для сотрудничества, ясности и доверия. Прежде всего, важно отметить, что пришло время для нас взять на себя ответственность и использовать свой потенциал в полной мере. И в этой ситуации позвольте мне сказать, что Танзания по-настоящему открыта для бизнеса. Танзания открыта для новых идей и инноваций. Танзания открыта для сотрудничества с международными партнерами. И данное мероприятие является крайне полезной платформой для такого рода взаимодействия. Мы уверены, что результаты этого форума сделают существенный вклад в продвижение партнерств в сфере торговли и инвестиций. Ваше Превосходительство, господин президент Путин, позвольте еще раз повторить мою благодарность вам. Ваше Превосходительство, спасибо за ваше щедрое приглашение принять участие в столь важном мероприятии. Я также жду продолжения нашего сотрудничества. Пусть наши связи будут более тесными, пусть экономическое сотрудничество между Танзанией и Россией развивается, а также мы открыты для сотрудничества со всеми международными партнерами. Асенте Сана, спасибо большое. Благодарю вас. Дамы и господа, это была президент Объединенной Республики Танзания. Танзания открыта для бизнеса. А сейчас я хотела бы предоставить слово нашему следующему выступающему, заместитель председателя Китайской Народной Республики, господин Хан Чжэн. Уважаемый президент Путин, уважаемый президент Узбекистана, президент Танзании, уважаемые гости, дамы и господа, друзья, добрый день. Очень рад с вами собраться вместе на берегах Невы для участия в работе 29-го Петербургского международного экономического форума. Текущий форум проходит под девизом «Прагматический диалог. Путь к стабильному будущему», который отвечает общим устремлениям всех стран мира, особенно в данных условиях, к стабильности, сотрудничеству и развитию.
Настоящий форум имеет весьма актуальное значение. Пользуясь случаем, хотел бы от имени правительства Китая выразить сердечное поздравление с успешным открытием форума. На фоне ускоренных глобальных трансформаций все нарастают вызовы и дефицит управления в мировом масштабе. В сентябре прошлого года председатель Си Цзиньпин торжественно выдвинул инициативу по глобальному управлению, которая основана на 5 ключевых постулатах, а именно приверженность суверенному равенству, соблюдение международного права, воплощение в жизнь многосторонности человека, ацентричность, подход и ориентация на результат. Эта инициатива вызвала широкий положительный отклик у более чем 160 стран и международных организаций. А учреждение группы друзей глобального управления в рамках ООН по праву считается манифестом нашего времени о отстаивании целей и принципов Устава ООН, защите подлинной многосторонности и противостоянии унитаризма. Китай, выступая самим инициатором, своими практическими шагами объединяет стороны для совместного содействия реформированию и совершенствованию системы глобального управления. Дамы и господа, друзья, реализация инициативы по глобальному управлению требует совместных усилий международного сообщества. Будучи ведущими мировыми державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия носят важную миссию в преобразовании системы глобального управления. По итогам недавнего саммита в Пекине председателя Си Цзиньпина и президента Путина была опубликована совместная декларация между КНР и РФ о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В этом документе проявляет твердая решимость и ответственность Китая и России в качестве ведущих держав в совместном содействии созданию более справедливой и рациональной системы глобального управления. Китай намерен с Россией, а также с другими странами укреплять взаимодействие в рамках инициативы по глобальному управлению, сообща развивать мир, где воцарится открытость, толерантность, равноправие, справедливость и взаимовыгодное сотрудничество. Хотел бы в этой связи поделиться следующими видениями. Первое. Придерживаться принципа равного сотрудничества. Отстаивать концепцию глобального управления на основе совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования. В условиях унитаризма и протекционизма в международном сообществе как никогда востребовано воспевание ключевых ценностей и основополагающих принципов многосторонности. Мы должны придерживаться подлинной многосторонности, содействовать равному участию всех стран, равному принятию решений и равному использованию выгоды в глобальном управлении. Неуклонно мы должны выступать за демократизацию международных отношений, увеличивать представленность и повышать голос развивающихся стран, отказаться от размежевания по идеологическому признаку в целях обеспечения более полного отражения рациональных требований разных стран в рамках глобального управления. Второе. Неуклонно защищать международную справедливость и отстаивать статус и авторитет ООН. Китай неизменно выступает за следующее. Стороны должны сообща отстаивать ООН-центричную международную систему, основанную на международном праве миропорядок и основополагающие нормы международных отношений, в центре которых стоят цели и принципы Устава ООН.
В то же время выступает против гегемонизма и политики силы во всех формах. Мы должны защищать международную справедливость в соответствии с общеприменимыми нормами международного права, противодействовать двойным стандартам и избирательному применению. Следует поддерживать восстановление авторитета и жизненной силы ООН в новой обстановке, чтобы эта организация служила ключевой платформой для координации действий разных стран для совместного преодоления вызовов. Третье. Способствовать всеобщему развитию и предоставлять реально ощутимую выгоду народам стран мира. Чтобы повысить эффективность глобального управления, необходимо руководствоваться такой целью – повышение благосостояния народа. Надо всесторонне реализовать повестку Дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, содействовать совместному развитию и процветанию всех стран. Придерживаясь принципа взаимовыгодного сотрудничества, Китай будет и впредь продолжать внешнюю открытость высокого уровня, своим собственным высококачественным развитием предоставлять уникальные возможности развития для мира. Китай, как принимающая страна 33-й неформальной встречи ИДФ готов придать новый импульс развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира в целом. Четвертое. Укреплять координацию действий и создавать больше визуальных результатов. Китайская сторона непрерывно продвигает высококачественное строительство пояса и пути, играет ведущую роль в сотрудничестве в рамках ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, поддерживает развитие подъема глобального юга, содействует диалогу и взаимодействию в международном обществе по таким значимым направлениям, как искусственный интеллект и изменение климата. И Китай также является соучредителем Международной организации по медиации наряду с более чем 30 государствами. Нам необходимо координировать международные действия, при этом акцентироваться на сопряжении стратегических инициатив и политической координации как между разными странами, так и по линии международных организаций и международных структур в целях сформирования могущественной силы для выработки ответа на глобальные вызовы и продвижения совместного развития. Дамы и господа и друзья, текущий год открывает реализацию в Китае 15-й пятилетки, в которой намечены не только грандиозные планы развития нашей страны на последующие 5 лет, но и широкие горизонты взаимовыгодного сотрудничества в Китае со всеми странами мира. Китай готов со всеми друзьями полноценно воплощать в жизни инициативу по глобальному управлению, создавать более справедливую, рациональную систему глобального управления, рука об руку открывать блестящее будущее человечества. Благодарю за внимание. Thank you so much. That's the Vice President of the Chinese. Большое спасибо. Благодарим. Это был заместитель председателя Китайской Народной Республики, господин Хан Жень. А сейчас мы переходим к вопросам и ответам. И мы начнем с того, что связано с этим залом. Здесь присутствуют представители 130 стран. Это представители не только глобального юга. Здесь впервые за много лет присутствуют представители США. Пожалуйста, Родни, вижу вас здесь на первых рядах. В этом году Саудовская Аравия является страной-гостем. И здесь мы также видим высоких представителей Саудовской Аравии. Приветствую вас. Уважаемый Владимир Владимирович, 130 стран направили участников этого форума. В то время, когда весь мир говорит об экономической изоляции России, скажите, пожалуйста, выглядит ли это как изоляция? И
Это что, Россия изолирована? Или же мы можем сказать, что другая часть, другой регион, а именно Европа изолирована? Ответ с подсказкой очевидный. Спасибо вам большое. Но уверяю вас, что и подсказка-то не нужна, потому что изоляции-то не было изначально. Вот инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, это всем хорошо известно, и потом сателлиты в Европе за этим последовали. И на сегодняшний день преуспели в этом больше, чем даже администрация США. Но ее и не было изначально. В том числе и за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах. Вот я уже приводил этот пример. Вот, пожалуйста, есть представители нашей одной энергетической компании. И прежняя администрация все боролась с одним из наших проектов по сжиженному природному газу. Но как только проект заработал, первая отгрузка пошла на американский рынок. Я, честно говоря, даже не поверил, удивился. Говорю, почему? Выгодно. Мы до сих пор поставляем уран на американский рынок. Первая страна, которая поставляет по объемам уран, это американская компания, вторая международная, с участием и европейского, и американского капитала, а третья по объемам Россия до сих пор. И ничего, все нормально. Но вот там, где выгодно, американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проектов. Работает все, сейчас увеличение хотят и просят, по многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях, и хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона. Уж само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решений не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран, это мы можем только приветствовать. Мы никогда не отгораживались ни от кого. И если ситуация поменялась таким образом, что и представители этих государств уже у нас здесь появляются, мы этому только рады. Добро пожаловать. Я обещаю, что мы будем придерживаться экономических вопросов. Однако, поскольку я журналист, я не могу не спросить. Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо. Он не только предложил прямые переговоры, он одновременно вам напрямую угрожал, назвал это вашей войной. Он сказал, наши долгосрочные БПЛА нанесли визит в Петербург, в ПМФ, преодолев более 1000 километров. Он говорит, что это ваш выбор, реальной причины этой войны нет. И когда речь идет о безопасности вашей валдайской резиденции или парада, вы цените вашу жизнь, и что вам еще придется бороться за ваше существование, за ваше собственное существование, а не существование России. Он предложил определить дату для вашей встречи. Что вы можете в первую очередь сказать в ответ на это? Что касается резиденции или парада, это не мое личное дело. Потом они
давали нам информацию и по этому поводу сказали о том, что мы знали, что вас там нет на резиденции и так далее. Зачем они это делали, это другой вопрос. Но мне вчера еще мой пресс-секретарь, господин Песков, показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана. Честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел, так бегло, но тем не менее. Несколько вещей, на которые обращаю внимание. Первое, он упомянул, там, автор письма, о моем возрасте. Ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо, это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему. Вот. Теперь, автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают, не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы. Так? Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, давать все время Рэмбо, первую кровь, конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. Ну и что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжать. А вот теперь о главном. Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно, то это дает мне возможность и дает право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает. О чем идет речь? И вот это уже серьезно, это уже без всякой иронии, без всяких шуток. 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, я человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем?
Но я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. Я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди, Министерство иностранных дел России, Министерство обороны, других служб, так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит: ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. У него там резиденция, не на Валдае. Вернулся, я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь, Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю: ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. So I'll take that as a no. Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма. Пока не вижу смысла. Because you mentioned the American Вы упомянули американского президента.
Является ли Трамп вашим окном для того, чтобы раз и навсегда решить российско-украинский вопрос? Я задаю вам этот вопрос, господин президент, потому что президент Трамп, возможно, является единственным американским президентом, который работает с Украиной так, чтобы принудить их сесть за стол переговоров, заключить договоренность. Он сказал Зеленскому, он сказал, что если бы Байден или Обама были у власти, то так не было бы. Так является ли он окном этим? Я говорил уже об этом в Анкоридже, я искренне сказал, я считаю, что если бы президент Трамп был тогда, если бы его не надули с выборами, а я считаю, что там была явная подтасовка на предыдущих выборах, голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов. Ну, так случилось, его не допустили тогда до власти. Но если бы он был у власти, может быть, действительно этого бы и не произошло. Может быть, он и уделил бы больше внимания поиску мирного решения. Я ведь уже в последние дни пребывания у власти господина Байдена, я ему звонил, мы с ним разговаривали по телефону, и я как раз об этом ему и говорил. Вот. Ну, администрация тогда не прислушалась к нашим предложениям, которые были сделаны в декабре 2021 года. Ну, что ж поделать. Может быть, если бы господин Трамп был у власти, сложилось бы как-то иначе. Но я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением. У нас, насколько я вижу, во всяком случае, до сих пор отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. И у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. Но, естественно, ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина. Наши коллеги и в Соединенных Штатах и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами. Вот мы из этого исходим. Господин президент, мы сейчас с вами на ПМФ 2026. Мы рассуждаем, размышляем, как можно гарантировать стабильное экономическое будущее и пригласить инвесторов в Россию, когда сейчас мы видим о том, что совершаются атаки на критическую инфраструктуру в России со стороны Украины. Вы знаете, эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут, более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот и говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно, для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики, макроэкономических показателей, мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат. Знаю, здесь многие коллеги мои, значит, в том числе из реального сектора экономики, мы с ними регулярно встречаемся, обо всех проблемах, все проблемы обсуждаем. И вот этот клич, для вас не очень будет понятно, наверное, российская аудитория поймет, этот крик Ярославный «Караул», мы понимаем, связано с ключевой ставкой там, и прочее, прочее. Это осложняет, конечно, инвестиционный процесс. Но, повторяю, и это очень главное, но
базовые основы российской экономики, они сохраняются. Это дает нам основание полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций, в том числе не только отечественных, но и иностранных. Ну и надо сказать, что мы видим этот интерес. И, безусловно, будем приветствовать наших партнеров. Хорошо, раз вы так говорите, но тем не менее в своем выступлении вы говорили об амбициозных целях, о запуске новых инвестиционных циклов, но вы также отметили о снижении в 2,3% за прошлый год. Как вы тогда планируете обеспечить рост в такой конъюнктуре? Войны, санкции, заморозка активов. И разговаривая о суверенитете, как можно сбалансировать эти ценности и обеспечить некую ситуацию равновесия и при этом привлекать иностранцев в Россию? Вот смотрите, вы же сказали, войны, санкции, но экономика-то развивается. Все стабильно. Даже внутренний рынок растет. И благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше. Но и макроэкономические показатели стабильные. Хочу это еще раз подчеркнуть. Поэтому, несмотря на все сложности, их много всегда и везде, все-таки фундаментальные основы развития российской экономики стабильны и имеют хорошую перспективу развития. Каждый бизнес, каждая компания внимательно смотрит за всеми, повторяющими раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. И желающие есть работать после оценки всех этих рисков. Но я не сомневаюсь, что все-таки мы их будем минимизировать. И рано или поздно эти риски будут уходить. Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2, если на еврозону посмотреть, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом. Мы вернемся к разговору о ваших целях и задачах по Украине, но сейчас хочу обратиться к вам, госпожа президент. Сейчас, в ситуации санкций, вы заинтересованы в наращивании бизнеса с Россией. Как вы собираетесь обходить или преодолевать санкции? Благодарю вас за вопрос, госпожа модератор. И должна сказать, что я зачастую общаюсь со своими гражданами, используя национальный язык. Хочу сделать то же самое, поэтому, если вы позволите, сейчас я перейду с английского на суахили.
na tutafanya vipi kwenda kwenye maendeleo. Nikuhakikishie kwamba Tanzania haiko kwenye sanction. Ну что ж, хочу вас заверить, что санкция сможет преодолеть санкции. Мы не боимся санкций. Kufanya maendeleo ya nchi yetu, lakini hatuko kwenye sanction. Yeah. Если позволите, хотела бы вернуться к разговору о санкциях. Президент Путин, вы говорили о целях и задачах, которые перед вами стоят. В ситуации санкционной политики, безусловно, есть определенное пространство для достижения договоренностей по Украине. Каких именно целей Россия хочет добиться до того, как будет достигнуто мирное соглашение? Какие здесь красные линии? Вы знаете, я вот весной, по-моему, 24, то есть летом 24 года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации выступал и все свои цели обозначил. Ну, по сути, говорили и в начале специальной военной операции. Ну, это просто займет много времени, но очень коротко скажу следующее. В соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, каждый народ имеет право на самоопределение. Вот после государственного переворота, совершенного на Украине, ряд территорий Украины объявили о том, что они не поддерживают этот государственный переворот, и объявили о своей независимости и суверенитете. Сделали это в полном соответствии с международным правом, с уставом ООН. Мы долгое время пытались добиться решения всех этих спорных вопросов мирными средствами. Упомянутые Минские соглашения. Это в Минске, в столице Белоруссии, заключили тогда соглашение о том, как выйти из сложившейся сложной ситуации на юго-востоке Украины. Выяснилось позже, что участники с той стороны подписывали все эти документы только для того, чтобы выиграть время, перевооружиться и начать боевые действия. Так все произошло. Потом эти образования объявили о своей независимости. Напомню, что при решении вопросов Косово суд Организации Объединенных Наций принял решение, согласно которому какая-то территория, если она объявляет о своей независимости, не обязана и не должна обращаться к центральным властям страны, в которую эта территория входит. Таково было решение Международного суда ООН. И поэтому, по мнению Международного суда ООН, Косово поступило правильно. Но также тогда правильно поступили и Донецкая республика, и Луганская народная республика. Мы долго не признавали их независимость, потом признали, поняв, что договориться между всеми этими субъектами невозможно, а нас, по сути, обманывают, и признали независимость, суверенность этих образований. А потом заключили с ними договор. Мы имели право признать их? Имели, мы это сделали. Уставу ООН не противоречит. Мы могли заключить с ними договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи? Конечно, мы сделали это. Это ратифицировано российским парламентом. Они обратились к нам за помощью. Мы сказали, что будем помогать в рамках этого договора. Ну так это первая задача, и она решается. Вот в том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская народная республика и Донецкая народная республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская народная республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся. Так же, как и некоторых других, мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификация. Вчера тоже об этом говорил. И нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Сколько это какая чушь?
Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников, как героев Украины, с почестями с военными и с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима – еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что… А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали, цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. 1 миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. 1 миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными, и глава действующего режима при этом присутствует. Салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов. Ну вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества. Давайте вернемся к разговору о непосредственной теме форума – экономики и экономической безопасности. Господин Мирзиёев, хотелось бы обратиться к вам. Именно в ситуации конфликта и войны зачастую страны лучше всего осознают необходимость в обеспечении энергетической безопасности, важности альтернативных поставок и источников энергии. И в такой ситуации Узбекистан и Россия подписали соглашение о развитии ядерной энергетики и строительстве ядерной электростанции. Расскажите, пожалуйста, что это означает для Узбекистана в контексте данного проекта, тех специалистов и кадров, которые вам потребуются. Сейчас действительно идет серьезный разговор о строительстве ядерного объекта на территории Узбекистана. Сколько времени это займет и насколько важно для вашей страны получить такой объект и энергоресурс, который будет не зависеть от нефти? Спасибо большое. На самом деле это очень стратегический, нужный проект защиты энергозащиты своей любой страны, а для Узбекистана через 10 лет потребность 2 раза повысится энергетики, 2 раза. И я в своем выступлении тоже сказал, что у нас этим вопросом, почему мы серьезно занимаемся, потому что горючее, то есть уран, производство урана у нас в мире на 5-м месте. Запасы урана в мире на 10-м месте. Мы очень долго с нашими коллегами с России, уже долго эти проекты разговариваем, проектировали и пришли к уникальному решению, что впервые в истории России и Узбекистана это такой 2 малых роторных реактора и 2 больших. Это уникальный новый модель ядерной станции. Конечно, прежде чем это говорить, я долгие годы с Владимиром Владимировичем мы это говорили. Первым делом мы что сделали? Я попросил, чтобы открыли филиал МИФИ. Чтобы что-то говорить, надо конкретно подготовиться с кадрами, потому что, конечно, у нас во время Советского Союза очень огромная школа ядерная, мирного ядерного была, наука была, но, к сожалению, я это говорю, к сожалению, потому что все это было, мягко сказано, забыто, и мы это все заново восстановили. И мы, когда открыли филиал, мы открыли всю компетенцию, науку создали, и сегодня в этом филиале учатся 300 студентов, и уже 150 выпускников выпущены. И мы договорились с не филиалом, а московским вузом МИФИ. Там учатся 400 человек, студентов из Узбекистана. Мы уделяем очень серьезное внимание. То есть база научная уже есть. Второе, мы очень долго проектом занимались. И проект, он уникален, потому что по всем международным стандартам российский контент соответствует. И мы уже настолько близки к этому выполнению этого грандиозного, уникального, я бы сказал, проекта. И мы вчера с Владимиром Владимировичем запустили. И знаете, вот я
здесь, в Узбекистане, было поздно, но все равно я после этой встречи разговаривал с руководством области. Люди не уходили, люди выступали, люди радовались, потому что это перспектива на будущее. Я хочу сказать, что этот проект не последний проект совместно с Россией в атомной электростанции. Мы будем и дальше тоже продолжать, другие станции тоже строить и продолжать, потому что вот мы создали такую хорошую почву, базу, как вы сами отметили, кадровый персонал тоже создали. То есть теперь уже за нами ускорять. Вчера мы с Владимиром Владимировичем об этом тоже разговаривали, что мы будем держать на самом высоком уровне контроль, потому что люди уже давно ждут в Узбекистане атомной электростанции, потому что я еще раз хочу сказать, я в своем выступлении сказал, экономика растет. Для экономики гарантированное электроснабжение очень важно. Кстати, мы вчера даже поговорили и о других крупных проектах по обеспечению энергоэффективности Узбекистана тоже. Так что, я думаю, это исторический вчера день был. Я поздравляю и российских коллег, и в Узбекистане наши граждане очень воодушевленно приняли и встретили этот проект. Он принесет очень серьезную, знаете, основу энергозащищенности, энергобезопасности Республики Узбекистан. Большое спасибо. Сейчас снова, Владимир Владимирович, если посмотреть на поставки энергии, мы видим, что вы поставляете энергоресурсы в Китаю, а вы получаете технологии и оборудование. Скажите, пожалуйста, а каков этот баланс? Нельзя ли его характеризовать как колониальный, с одной стороны? Мне даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики, атомной энергии. Мы же строим в Китае атомные электростанции. И сколько блоков лишь? У нас 4 блока работает, построено, 4 еще строят. Вот. 4 блока работает нашего дизайна, и 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции, и в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американские партнеры. Но сейчас мы увеличиваем свою компетенцию по этим направлениям. Вот здесь вот руководители крупнейших наших компаний находятся. Если вы с ними потом отдельно поговорите, они вам расскажут. Но, разумеется, мы обращаемся и к нашим надежным партнерам, друзьям, в том числе и китайским компаниям. Обмениваемся и информацией, обмениваемся технологиями, и будем это делать дальше. И хочу это подчеркнуть особо, да, что сотрудничество в этом смысле с Китаем носит обоюдовыгодный характер и абсолютно равноправный. Okay, then let me invite Vice President Zhang.
А теперь я бы хотела обратиться к заместителю председателя Китая. Недавно прошла встреча лидеров Китая и России на высоком уровне. И все мировое сообщество, оно с интересом следило за этим, и их интересует, как это все будет развиваться в дальнейшем. Спасибо за ваш вопрос. Как правильно отметил президент Путин, китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается хорошо в условиях высокой взаимодополняемости наших экономик. Наше сотрудничество носит взаимовыгодный характер, и последние годы очень стабильно, устойчиво развивается, наблюдается стабильный рост, и наше сотрудничество сохраняет высокую и здоровую динамику. Как вы знаете, 2 недели назад президент Путин совершил очень успешный визит в Китай, и представители Си Цзиньпинь и президент Путин провели переговоры в Пекине и по развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. В частности, на торгово-экономическом треке были достигнуты многие договоренности, и все эти результаты приковывают к себе внимание всего мирового сообщества. Во всех лентах информационных агентств наблюдаются такие результаты. Я хотел бы отметить 3 важных момента. Первое. Я уже сказал в своем выступлении, Китай и Россия — это крупные государства друг для друга, крупнейший сосед. Обе страны — это постоянные члены Совбеза ООН. Развитие китайско-российских отношений и углубление таких связей и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям уже показывают, что это реально содействует развитию каждой из 2 стран и содействует повышению благосостояния народов 2 стран. При этом и позволяет нам вносить очень драгоценную стабильность и позитив в современный турбулентный мир. Это во-первых. Во-вторых, я знаю, что вы обращаете большое внимание на наше практическое сотрудничество. Хотел бы отметить, что наше практическое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне. В-третьих, госпожа ведущая уже задала такой вопрос, то есть наши отношения направлены на будущее. Благодаря стратегическому руководству представителя Си Цзиньпина и президента Путина двусторонние связи, всеобъемлющее стратегическое партнерство наших стран уже развивается уже 30 лет. И в этом году отмечается 25-летие договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Именно мы по намеченному пути мы успешно продвигаемся и наполняем наши отношения новым эпохальным содержанием. Это не только повышает благосостояние народов 2 стран, но и содействует поддержанию мира, стабильности в регионе и в мире. Спасибо. Please, go ahead, sir. Вы знаете, после вашего вопроса я посмотрел в зал, вот в том числе на первый ряд. Здесь сидят руководители крупнейших наших энергетических, в том числе компаний. Просто хотел вот на что обратить внимание. Некоторые наши компании, конечно, они опирались на достижения, они совершенно очевидные достижения сервисных компаний западных многих, ну, прежде всего, американских. Но вот когда этот кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается. Вот, значит, компания «Газпромнефть». Я вот сам не могу никак добраться, обязательно обещаю, приеду и посмотрю. Но то, что я видел, видеоматериалы, другие материалы, говорят о том, что прогресс колоссальный, очень большой. Конечно, мы не отказываемся от сотрудничества в будущем. Конечно, еще есть над чем работать. Но вместе с нашими партнерами из других стран мы будем добиваться результата хорошего. Или вот компания «Новотек», так? У нее есть технологии, которых вообще нет ни у кого в мире. И вот мы сейчас
с американскими нашими партнерами там разговариваем, если они применят наши технологии, то добыча и сжижение, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, что гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем. Гораздо, просто на порядок. Есть о чем говорить. И здесь в чем-то это нам как бы создало трудности, санкции в известных сферах, ну а в чем-то наоборот помогло развивать собственные компетенции. То же самое касается европейских партнеров. Вот дочерние компании «Газпрома» работают там по производству определенных продуктов на природном газе. И вот те наши партнеры, которые раньше активно развивались, в том числе и сотрудничая с нами, ну, если не уходят с рынка, то имеют огромные проблемы на рынке. Там вот они ругаются по-тихому под одеялом на свое правительство, но вынуждены с этим смириться. Они утратили российский рынок, мы нарастили компетенции и начали их заменять на рынках третьих стран. Потому что у нас и продукт есть, и технологии свои появились. Вот к чему приводит такая недальновидная политика некоторых наших партнеров. Но в этом смысле это идет нам даже на пользу. Если мы говорим о технологиях, и атомной энергетике, такие страны, как Индия, например, у них огромный потенциал. Может быть, им требуется помощь в технологической сфере, которая касается каких-то новых технологий, например, все то, что вот связано с нефтью, газом и так далее. Вы это рассматриваете как возможную сферу сотрудничества? Ну, конечно, мы и сотрудничаем активно. Значит, наша компания «Роснефть» является одним из самых крупных иностранных инвесторов в экономику Индии. Сколько, Игорь Иванович? 220 миллиардов, да, вы вложили? Сколько вы заплатили за НПЗ в Индии? 20 миллиардов? Да. Ну, вот компания «Роснефть» вложила в индийскую экономику порядка 25 миллиардов долларов. НПЗ, порт, система заправок и так далее. И, конечно, мы тесно сотрудничаем с индийскими друзьями и, разумеется, вместе добиваемся тех позитивных результатов, которые сейчас имеются. Это значит, что делимся и технологиями тоже. А индийский народ, мы в этом убедились на протяжении десятилетий нашего сотрудничества. С 1947 года у нас дипломатические отношения с Индией установлены, особые совершенно отношения, доверительные, братские во всех смыслах этого слова. Мы знаем, насколько талантлив индийский народ и как он образован сегодня. И свои компетенции есть. Я уже там, во всем мире известно достижения в области программирования, но и в других областях, в том числе и в той, о которой вы упомянули. Да, сейчас, конечно, премьер-министр Моди вынужден вводить некоторые ограничения, призывает там не пользоваться личным транспортом или даже не ездить, особенно куда-то в далекие поездки, в связи с событиями в Ормутском проливе, конечно, на Ближнем Востоке. Ну, индийское правительство здесь совершенно ни при чем. Просто индийская экономика страдает от этого. Но я думаю, что правильно когда-то сделали и наши компании, и индийские наши партнеры, когда завязались на такое тесное взаимодействие. Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся и руку помощи протянуть, и плечо, что называется, подставить, и увеличиваем поставки на индийский рынок, так же, как и в Азию в целом. Безусловно, будем обмениваться и будем обмениваться технологическими решениями.
Вы говорили о войне. Я должна спросить, какова оценка России, какова ваша оценка того, каковы будут последствия для мировой экономики со стороны войны между Ираном и США. И давайте будем честны. Выиграла ли Россия из-за этого конфликта, потому что даются длинные лицензии на покупку российской нефти? Многие страны сейчас могут юридически, легально получать эту нефть. Из-за дефицита на нефть президент Трамп позволил, не знаю, правильно ли это слово, позволил миру покупать российскую нефть. Доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляли существенную часть нашего совокупного ВВП и доходной части бюджета. Но зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы естественным путем снизилась. У нас часть ВВП, которая не связана с нефтью и газом, она еще пару-тройку лет назад, по-моему, в 22-м, что ли, году, составляла примерно 43%. Это если вычесть одно из другого. То, что наполняет ВВП страны с помощью нефтегаза и не нефтегазовой составляющей. Вот было по-моему, 5-46% за счет нефтегаза формировался ВВП, а сейчас 23% всего. Было 42, сейчас 23. Разница колоссальная. И что касается доходной части федерального бюджета, вот министр финансов сидит, если я ошибусь, он меня поправит сейчас, но за счет нефтегазовых доходов у нас формировалось где-то, по-моему, сколько, Антон? Сейчас 20%. А было-то сколько? Было 50% формировалось за счет нефтегазовых доходов. А сейчас за счет нефтегазовых доходов, вот министр подтвердил, формируется только 20% бюджета. Поэтому сказать, что для нас это уж критически важно, таки нет. Не так уж и важно. Хотя, конечно, имеет существенное значение. 20% пока формируется за счет нефтегазовых доходов. Но для нас, так же, как и для всех других стран с развивающейся, активно развивающейся экономикой, важнее другое. Ну, конечно, наши нефтегазовые компании получают определенные преференции в связи с заключением долгосрочных контрактов, в связи с тем, что цена на нашу нефть возрастает. Конечно, это отражается на бюджете, это все в плюс. Но важнее не это, важнее другое – стабильность рынков. Потому что мы не только за счет нефти и газа существуем, как сейчас вот я показал, но и за счет развития экономики в целом. Если мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства. Вот в чем все дело. Поэтому для нас важно, чтобы эта цена была сбалансированная между интересами производителей и потребителей. И было самое главное – стабильной. Сейчас, сколько вот вице-премьер правительства России подскажет, если я ошибусь, по-моему, 10%, на 10% сократилась поставка нефти на мировые рынки. Ну, конечно, это трясет мировую экономику и мировые энергетические рынки. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с нашими друзьями, скажем, в рамках этой организации ОПЕК+, для того, чтобы стабилизировать рынок и уменьшить его волатильность. Вот что является нашим приоритетом. По этому направлению будем и двигаться. Я думаю, по этой причине Саудовская Аравия является страной-гостем в этом году. Но, а теперь, вы говорили... Не только поэтому, потому что мы дружим с Саудовской Аравией много лет.
И мы рады приветствовать высокого гостя. Это энергопартнерство, за которым мир будет следить, даже несмотря на конфликты и войны. Вы говорили также о платежах, господин президент. Вы говорили об обеспокоенности в этой связи. В настоящий момент Россия не просто столкнулась с санкциями, ее резервы были заморожены, переводы по SWIFT также были прекращены. Каким образом справиться с таким сценарием? Это во-первых. А во-вторых, каким образом все остальные страны должны рассматривать Россию в качестве надежного партнера? Вы знаете, первое, что хотел бы сказать, я думаю, что многие в Штатах это сейчас понимают, попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы, в качестве оружия в политической борьбе была огромной, катастрофической, я бы сказал, стратегической ошибкой прежнего руководства Соединенных Штатов. Доллар – это одна из основных составляющих экономического могущества Соединенных Штатов и безусловное конкурентное преимущество. И это конкурентное преимущество выражается не только в том, что это резервная валюта, но в том, что с помощью этой резервной валюты экономика США получает выигрыш, зарабатывает на этом реальные деньги. И большие деньги, не маленькие. И вот когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И чего будет? Чего будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенными в американские активы? Конечно, фундаментальные, базовые основы мощности американской экономики большие, сильные, но есть и проблемы, о которых я сказал. И долг, и вот это подрыв доверия к доллару как к мировой валюте. Вот сейчас, если наверху будет держаться котировки нефти, она будет дорогой, это же будет сказываться на всей цепочке экономического взаимодействия. Скорее всего, это скажется и на инфляции в ведущих экономиках, в том числе на инфляции в США. А это базовое, абсолютно фундаментальное условие стабильности американской валюты. Ведь она же ничем не обеспечена. От золотого стандарта-то отказались когда-то в Штатах. А что же в основе лежит стабильности американской валюты? Надежность и стабильность самой экономики, главным фактором которой является низкий уровень инфляции. Цены на нефть высокие, инфляция подрастет, базовые основы американской экономики будут подрагивать, понимаете? Вот последствия какие. А мы хотим этого избежать. Мы хотим стабильности в этом секторе и будем этого добиваться. Поэтому я думаю, что нас все понимают. И мы с Саудовской Аравией, с нашими друзьями, с наследным принцем как раз работаем над тем, чтобы сбалансировать интересы как поставщиков, так и потребителей. И у нас пока это все в целом получается. Мы очень благодарны и наследному принцу, и всем нашим друзьям, которые в этой сфере работают. Может быть, мы дадим возможность нашему гостю чуть несколько слов сказать. Это было бы интересно его послушать. Это, правда, не входит в традиции нашей такой сессии дискуссионной. Очень всегда приятно нарушать традиции, господин президент. Есть ли микрофон, который можем передать его превосходительству господину министру? Мы найдем микрофон. А тем временем можно я задам еще один вопрос, пока ищут микрофон? Да, пожалуйста. Мы ждем, чтобы
Господину министру принесли микрофон, он выступит и ответит тому, что сказал президент Путин. Каждый раз, когда вы говорите Америку, вы постоянно упоминаете предыдущую администрацию. Мне кажется, Родни Кук это отметил. Вы интересно реагируете на это американо-российское уравнение. У каждой страны есть свои собственные проблемы. Госпожа президент также говорила об этом. Она была одним из лидеров. Очень приятно, что здесь в панельной дискуссии принимает участие женщина. Она боролась за либерализацию экономики своей страны. Каким образом эта цель, этот прогресс, несмотря на страх санкций, страх критики со стороны различных секторов, каким образом вы добиваетесь экономической либерализации вашей страны, госпожа президент? Да, вы знаете, я могу вам сказать, что Танзания — это страна с диверсифицированной экономикой. Мы не зависим от какого-то отдельного типа сырья или товара. Наша экономика базируется на сельском хозяйстве, горнодобывающей отрасли, на туризме. Она базируется на многочисленных отраслях, в том числе производственных. И все эти отрасли вносят вклад в нашу экономику и растут рука об руку, так сказать. И поэтому мы готовы работать и работаем с международным сообществом, равно как и с частным сектором, призывая всех инвестировать в Танзанию, вести бизнес в нашей стране. С 2021 года мы сумели привлечь большой объем иностранного капитала, прямых иностранных инвестиций. Благодаря этому Танзания может быть уверенной в своей экономике, в ее мощи. Но, что еще более важно, Танзания находится в стратегически выгодном географическом положении. Мы являемся в эпицентре экономических коридоров, которые связывают север и юг, запад и восток Африки. Порт Дар-эль-Салам обслуживает эти коридоры и соединяет их, будучи хабом. По этой причине, находясь в стратегически выгодном положении, мы помогаем странам без выхода к морю. Танзания является крайне привлекательной страной экономически. У нас динамичная экономика, которая стремительно растет и развивается. Рост продолжается с 2021 года, рост 3,4%, затем он вырос до 4,5%, 4,6%. Мы полагаем, что рост достигнет 6,3%. Вы задали вообще-то мне вопрос. Спросили меня про то, каково это, будучи женщиной-президентом, поддерживать экономическое развитие. Я хочу сказать, что экономика не имеет ничего общего с полом лидера. Экономика зависит от того, каким образом управляют государственными делами, каким образом руководят страной. Будь вы женщина или мужчина, важно стратегическое планирование. Вот что важно. Да, мне кажется, что таков мой ответ. Благодарю вас, госпожа президент. Ну что ж, могу ли я обратиться к его превосходительству министру энергетики Саудовской Аравии подняться к нам на сцену, поскольку микрофон ручной нам не получилось достать, но ваше превосходительство, я прошу слишком многого, не удостоите ли вы нас возможности подняться к нам на сцену и выступить? Большое спасибо, что вы пошли нам навстречу. О, ваше превосходительство, микрофон принесли.
Просто волшебство какое-то. Вы в России. Ваше Превосходительство, господин президент, волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге. Большое спасибо, что предоставили мне возможность выступить. Я действительно рассматриваю это как возможность, но не только для самого себя, но прежде всего это наша общая возможность, и его превосходительство господин президент Путин, и его королевское высочество, король Саудовской Аравии, хорошие и близкие друзья. Это же касается и кронпринца, нашего премьер-министра. Но должен отметить, что вне всякого сомнения все мы готовы подтвердить, что прежде всего это важная возможность и большая честь для всего королевства и народа Саудовской Аравии. Поэтому я очень благодарен за эту возможность. И действительно, это партнерство, которое началось еще в январе 2015 года, и с тех пор это партнерство успешно помогает преодолевать нам все сложности, с которыми мы сталкиваемся, начиная с пандемии COVID-19 и дальше, несмотря на все эти грозы, штормы и ветра, которые дуют по всему миру, и не всегда это попутные ветры. Но, безусловно, мы регулярно встречаемся в самых разных местах, с разными целями, по разным задачам, но, тем не менее, мы успешно преодолеваем все сложности, потому что мы привержены друг другу, привержены нашему партнерству. И хотя я мусульманин, а его превосходительство и Российская Федерация — это православная страна. Но, тем не менее, мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. That's lovely. Да, спасибо, Ваше Превосходительство. Но хочу обратить ваше внимание на то, что от 10 до 15%... Да, сейчас... Ага. Хочу обратить ваше внимание на то, что от 10 до 15, пожалуй, ближе к 15% граждан Российской Федерации исповедуют ислам. И другой родины у них нет. Я могу попросить ведущую, знаю, что вы сами сказали, что в зале вроде бы находятся и представители стран Евросоюза, и Соединенных Штатов, может быть, они поднимут руку и захотят что-то сказать, это было бы неплохо. Еще мы все про них говорим, может, они сами про себя что-нибудь скажут. Rodney, will you humor us? Ну, позвольте мне тоже немного пошутить. Я хотела бы взять микрофон и сказать пару слов. Почему нет, господа? Вот там руку подняли. Да, пожалуйста. Perfect. Please come ahead. Превосходно, пожалуйста. Возьмите микрофон. Куда направились-то? Вот там. Over there, please. We see a hand raised over there. Там тоже. Ой, я прошу прощения. Well, you haven't put me on the spot at all. Должен сказать, что вы совсем не застали меня врасплох. Господин президент, очень приятно вас видеть. Я хотела бы поблагодарить вас за оказанное гостеприимство. Это действительно беспрецедентный уровень гостеприимства, которым я наслаждаюсь, возвращаясь в Санкт-Петербург. Я очень люблю этот город. И я думаю, вам это хорошо известно. Я приезжаю в Петербург на протяжении 30 лет. Это ваш родной город, и он прекрасен. И я тоже очень люблю этот город. И я говорила об этом уже неоднократно в рамках своего визита, и я всегда говорю о том, что мой родной город Атланта и Санкт-Петербург имеют много общего. Я родом из города, который, к сожалению, был стерт с лица земли во время войны. Во время Второй мировой войны его сравняли с землей. А Санкт-Петербург смог преодолеть блокаду и не допустил того, чтобы фюрер проехал по улицам города
и взял город под свой контроль. К сожалению, это произошло с моим родным городом. Но Санкт-Петербург смог противостоять этому натиску. И буквально вчера для меня было большой честью по моему запросу. Ленинградскую симфонию Шостаковича исполнял оркестр, 7-ю симфонию. Я попросил об этом специально, потому что я знаю, что город выстоял не только благодаря мужеству и приверженности народа, но и благодаря культуре и музыке. И если бы у моего родного города, если бы у Атланты был свой Шостакович, может быть, мой прекрасный город сохранился бы до сегодняшнего дня. Так же, как сегодня процветает этот прекрасный город Санкт-Петербург. И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга, президента Трампа. И я воодушевлен всем, что я вижу с тех пор, как приехал сюда господин президент. И я очень благодарен вам за возможность говорить сегодня. У нас очень много идей, которые нам предстоит обсудить в последующей неделе между нашими столицами. Могу я задать вам вопрос, Родни? Вы можете задать его, но я не уверен, что я отвечу на него. Ничего страшного. Что вы забираете с собой, Родни? Какой посыл вы перенесете в Вашингтон, когда вернетесь? Вы хотите меня спросить, научился ли я чему-то здесь, в Санкт-Петербурге? Я хочу вас спросить, может быть, вас что-то вдохновило? Вы будете строить новое крыло Белого дома? Может быть, вы будете вдохновляться тем, что увидели в Санкт-Петербурге? Ну, должен сказать, что Санкт-Петербург бесконечно вдохновляет меня своими роскошными бальными залами на протяжении всей моей жизни, и я горжусь тем, что провел много работы в России по восстановлению церквей и прекрасных предметов архитектуры, поэтому ответ однозначно «да». Спасибо вам. Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу. И спасибо вам большое, спасибо большое за такие добрые и проникновенные слова о Петербурге. А у меня есть очень непростые вопросы. Но прежде чем я это сделаю, давайте дадим слово нашим европейским друзьям. И да, они у нас есть. Они в этом зале. Давайте предоставим микрофон даме в зале, пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста. Ну, туда, пожалуйста. Жаль, не видно. Не бойтесь, несите микрофон. Здравствуйте, господин президент. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, господин Слуцкий. Меня зовут Диана Иванович, и я являюсь членом Европейского парламента. Я представляю Румынию. И мне кажется, что я единственный представитель Румынии в этом зале. Я хотела бы сказать, что румынский народ вас не ненавидит. Я хочу заверить вас, что румынский народ заинтересован в мире с Россией. Мы не хотим помогать Украине. Мы не хотим поставлять им ни деньги, ни оружие. Но, к сожалению, сейчас Румыния управляется из Брюсселя. И я... К сожалению, не могу передать вам теплые приветы от нашего президента, потому что у нас и президента-то нет. На наш взгляд, президент политической партии в Румынии, который также является европарламентарием, это человек, который сейчас по факту управляет Румынией. Но, господин президент, должна сказать, что я работала в Европейском парламенте, меня туда отправляли в 2023 году. Я была там, когда Зеленский хотел выступить в Румынии, в парламенте в том числе. И я ему этого сделать не позволила, и я выставила его из румынского парламента.
Если позволите, я хотела бы передать вам приветствие от сердец румынского народа и европейского народа. А прежде всего от тех людей, у которых еще остались мозги. Это люди, которые действительно хотят сотрудничать с Россией. Мы не враги. Россия является крупнейшей страной в мире. Россия является одной из крупнейших экономик. Мы восхищаемся вами и вашим мужеством, вашей силой. Мы восхищаемся русским народом. И мы хотим поздравить вас со всем, чего вам удалось добиться, и все, что вы продолжаете делать в рамках этого форума. Пожалуйста, примите наши поздравления, и пусть это будет уроком для Европейского Союза. Я очень надеюсь, что совсем скоро у нас больше не будет Урсулы фон дер Ляйен в качестве президента Европейской комиссии. Большое спасибо. Большое спасибо. Я не могу и, честно говоря, не хочу комментировать, что касается внутриполитической ситуации в Румынии, но вот здесь наш друг из Саудовской Аравии упомянул о том, что Россия — это в основном все-таки православная страна, Румыния тоже. Передайте от нас самые горячие пожелания всем православным людям в Румынии. Это замечательно. Но у нас по-прежнему остались непростые вопросы. Вопросы про санкции. И приходит момент, и, конечно, мы это обсуждаем в контексте войны между США и Ираном. Это война, которая привела к закрытию одного из критических маршрутов. О, пожалуйста, мадам, вам слово. Да, мы этого не планировали совершенно. Меня зовут Карин Кнайсель. Я приехала из юг. Два года половина приехала нет из Запада, но из юга, из Ливана. И я очень благодарна, что сейчас возможно жить, работать в России. Спасибо вам, спасибо за эту возможность. И, к сожалению, они в Западе все уверены, что я работала для России уже 40 лет назад. Это так. И я задам вопрос на английском языке, потому что я знаю, что не ведется перевод на немецкий язык. Давайте на английском языке задам. Господин президент, хочу вас спросить. Если мы говорим о современных методах ведения войны, использования дронов, они сейчас могут пролетать на огромное расстояние. Не всегда отправляют эти дроны какие-то солдаты, операторы. И сейчас мы говорим об такой дистанции между жертвой и оператором. Это ведь создает совершенно новую реальность. И нет никакого кодекса чести в отношениях между сторон, такого как в Первую мировую войну. Скажите, пожалуйста, вот это новое вооружение, которое российские вооруженные силы и армия Украины, они сейчас нарастили огромный опыт. 140 лет назад Николай II провел конференцию
которая была посвящена разоружению. И его посол Мартин сказал, что если не будет особых законов ведения войны, то давайте добьемся общественного консенсуса. Скажите, пожалуйста, что вы можете сказать об этом новом вооружении? Как его можно использовать и как можно прекратить его использование? Да, я понял. Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем. Хочу отметить, что в отличие от украинских вооруженных сил, Россия обладает всем необходимым набором для развития на собственной базе. Это ресурсный потенциал, это научные образовательные школы, то есть кадры, это развитая промышленность и возможность реализации всех планов, которые ставит перед собой здесь Российская Федерация. Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили. Мы развиваем и другие средства поражения. Но я не могу с вами не согласиться в том, что если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение и прежде всего в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление, но это тема для отдельной беседы с участием экспертов и представителей международной общественности.
Прежде чем я еще задам вопрос про ведение войны, можно задать госпоже президенту Танзании вопрос. Скажите, вы называли, что один из 4 жителей планеты будет из Африки. Это к какому году? К 50-му? Да, я знаю, что население у вас действительно очень большое, будет еще более крупным. Скажите, но с точки зрения качества, что вы можете предложить миру, именно с точки зрения качества ваших специалистов и людей? Мы в Африке прекрасно понимаем, что в настоящую эпоху нам необходимо развивать наш человеческий капитал. Это действительно является критически важным для африканского континента. У нас действительно сейчас около 500 студентов, которые в настоящее время учатся в университетах Российской Федерации. И в наших обсуждениях мы говорили, что действительно есть огромные возможности. Мы можем посылать, отправлять наших детей, студентов в Россию. Мы открыли совершенно новую эру. Мы говорим о цифровой экономике, каким образом это все будет развиваться. И, например, атомная энергетика. Нам нужны специалисты, инженеры в этой сфере, чтобы они могли работать на подобных предприятиях. Именно таким путем мы будем двигаться. Это действительно важно для развития. И второе замечание. Это важно для всей Африки. Нужно давать больше возможностей женщинам, потому что сейчас в Африке двери не настолько открыты. Так что необходимо это преодолевать и расширять эти возможности. Для того, чтобы молодые девушки, они с надеждой смотрели в будущее, чтобы они понимали, что они будут вносить вклад в развитие своих государств и экономик. И это включено в цели устойчивого развития. И мы будем следовать этому пути. Сейчас мы ожидаем 6% рост ВВП. Конечно, поставив такие цели, мы должны вовлечь абсолютно всех. Поэтому инклюзивность всех членов общества — это действительно важно. Но мы именно говорим не просто о том, что всех нужно включить. Нет, мы говорим о качественном участии, чтобы все несли ответственность за общее устойчивое развитие. Итак, если обращаться к этим цифрам, то 1 из 4 из населения стран планеты будет африканцем, да, население активно растет. Yesterday, when I was in Rodin University, I met Nigerians there, Tanzanians. Я встречала жителей Танзании, Ганы, других стран, Кении. Они все приезжают учиться в Россию. Так что студенты из Африки, они едут не только в Россию, они по всему миру потом работают. И мы хотим, чтобы это были и мальчики, и девочки. Именно поэтому я говорила о том, что к тому году, к середине века, 9 быстро развивающихся экономик мира из 20 будут в Африке. И Танзания будет одним из них.
Так, а теперь у меня снова вопросы, которые касаются войны, военных действий между Ираном и США. Перекрытие Ормузского пролива полностью разрушило поставки. Скажите, пожалуйста, что Россия думает об этом? И у вас есть, конечно, определенное преимущество. Но как вы оцениваете эту блокаду, а также атаку на Иран? Вы, как вам кажется, эта атака была спровоцирована или нет? Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, под другим ключом. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем, удар по Ирану, потери, в том числе тоже среди гражданского населения, мы это хорошо знаем, ухудшились взаимоотношения между странами-соседями, что нас, безусловно, очень тревожит, потому что у нас и с арабским миром, со странами залива очень хорошие отношения, дружеские. И мы все время, вчера тоже об этом говорил, напоминаю, мы все время в разговорах с нашими иранскими друзьями убеждаем их в том, что нужно воздержаться от ударов по территории соседних государств. Но ответ от них простой. Они это что говорят? На нас напали, убивают наших детей, убили, значит, все руководство страны. И что нам делать? Мы вынуждены вот таким образом отвечать. Понимаете, вот в этом смысле для нас ситуация непростая. У нас и с Ираном очень добрые отношения. Мы соседи и с арабскими странами. И вот, честно говоря, вот это нас ставит в сложную ситуацию. Но мы исходим из того, что принятое президентом Трампом решение приостановить боевые действия является единственно правильным. И очень надеемся, что это перемирие, которое сейчас имеет место быть, приведет к заключению долгосрочного мира. Я уже говорил об этом неоднократно, нет необходимости сейчас повторять и тратить на это время. Россия в 2015 году сыграла заметную роль в разрешении кризиса тогда. Если что-то мы можем сделать сегодня, мы готовы к этой совместной работе. Если нет, будем просто надеяться на то, что всем вовлеченным в конфликт странам удастся все-таки разрешить этот вопрос мирными средствами. Скажите, пожалуйста, они к вам обращались? Они, может быть, просили Россию быть каким-то участником этих переговоров? Да, потому что я знаю, что вы общались с их верховным лидером. Нет, дело не в обращении. Дело в том, что мы в свое время, это было примерно уже даже год назад, может быть, чуть попозже, мы напомнили о нашем сотрудничестве в 2015 году, когда мы вывозили обогащенный уран на территорию Российской Федерации. И это разрядило тогда обстановку. Мы напомнили об этом, сказали, что это возможно. И если все вовлеченные в конфликт стороны заинтересованы вот в таком же участии России в данный момент времени, то мы тоже готовы все это повторить, готовы это все сделать. Необходимые технологии у нас есть. И первоначально, повторяю, практически все вовлеченные в конфликт стороны, это и сам Иран, и Израиль, и Соединенные Штаты сказали, что да, это интересно, это можно рассмотреть. Но потом начали свои требования ужесточать. Ну и все привело к сегодняшней ситуации. Наше предложение на столе, мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением, пожалуйста. Если нет, просто будем следить за ситуацией и по мере возможности будем влиять на то, чтобы ее как-то остроту этой ситуации снимать.
А что касается этого предложения, вы по-прежнему готовы реализовать предложение по обогащенному урану? Вы в контакте с Вашингтоном по этому вопросу, потому что они настаивают на том, чтобы вывести уран к себе. Иран требует, чтобы уран остался на территории Ирана. Мы в контакте с Вашингтоном, и с Тегераном, и с Тель-Авивом. Да, вы упомянули Тель-Авив. Думаете ли вы, что премьер-министр Нетаньяху по-прежнему и его планы являются причиной, по которой США сейчас вынуждены искать выход из этой ситуации? Как вы думаете, был ли введен в заблуждение президент Трамп? У меня нет оснований говорить о каких-то заблуждениях господина Трампа. Он человек зрелый, опытный очень политик, и вряд ли кто-то со стороны имеет возможность оказать на него какое-то существенное влияние. Озабоченности Израиля хорошо известны, они связаны с их представлением о том, что Иран стремится к созданию ядерного оружия, хотя Иран многократно заявлял и раньше, и сейчас говорит, что никаких планах подобного рода у Ирана нет. У нас нет оснований этому не верить, потому что у нас тоже нет доказательств того, что Иран стремится к созданию ядерного оружия. Но у Израиля такие озабоченности есть. И главная проблема этой ситуации заключается в отсутствии доверия друг к другу. В данном случае очень важно поставить все эти материалы под контроль на МАГАТЭ, международная организация, руководитель которой вчера у нас был тоже на связи в связи с началом строительства атомной электростанции в Узбекистане. Если это будет под контролем МАГАТЭ, то я, честно говоря, больших проблем не вижу. А договариваться об уровне обогащения в Иране – это другой вопрос, он менее острый, на мой взгляд. Иран имеет право на мирные ядерные программы, а мы сотрудничаем с Ираном по этому направлению. Мы же построили уже блок в Бушере атомной электростанции. Он работает, и мы продолжаем строительство еще 2 блоков. Да? И наши специалисты присутствуют там. Мы основную часть персонала вывели, потому что Бушер находится прямо практически на берегу Ормузского пролива, прямо практически в зоне боевых действий. Женщин, детей, часть персонала мы оттуда вынуждены были вывести, но часть там остается. Ну и хочу в этой связи обратить внимание на то, что мы в контакте и с американцами на этот счет, и с израильтянами. Все нас заверяют в том, что там были случайные падения недалеко от станции снарядов. Все нас заверяют в том, что это случайность, и такого больше не повторится. И у меня нет оснований полагать, что нас как-то вводят в заблуждение. Но мы с израильтянами много раз на этот счет говорили, и мы видим их озабоченность и их готовность обеспечить безопасность атомной электростанции в Бушере. Кстати говоря, совсем другая ситуация в другом месте. Это Запорожская атомная электростанция, где украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо в последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может в Европу подуть. Поэтому европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься над своей собственной безопасностью. О чем, кстати, так недвусмысленно, но очень аккуратно упомянул и руководитель Международного атомного агентства господин Гросси. Ну а здесь вернемся к тому, о чем вы спросили. Мы в целом, когда ситуация успокоится, намерены продолжить работу с иранскими друзьями по возведению этих атомных объектов. Ну и здесь тоже могли бы, мне кажется, сыграть определенную роль, снять озабоченности Ирана в том, что
их ограничивают, Иран ограничивают в проведении мирных атомных проектов. Мы же с ними работаем и готовы предоставить все необходимое, в том числе и обогащенный уран для атомной энергетики. Помимо экономического измерения и дружбы, западные СМИ говорят о том, что Россия поддерживала Иран не только символически, не только на словах, но и путем предоставления спутниковых снимков, обменом информацией, в том числе разведданными. Что вы можете сказать на эти сообщения в западных СМИ? Информация всегда она на столе. Некоторые современные средства контроля, они таковы, что они являются двойного назначения. Я думаю, что иранцы вполне этого не знают точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других, с коммерческих спутников, которые легко и просто реализуют это как продукт на коммерческой основе. Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего из вооружений в Иран не поставляли. But these wars today have shown a different Однако эти войны продемонстрировали новый аспект современной войны. Это беспилотные технологии. Возьмем украинский конфликт или иранский. Мы видим использование БПЛА, а также использование искусственного интеллекта. Какова обстановка в этом смысле в России? И что делать с украинскими беспилотниками, с иранскими? Что касается украинских беспилотников, их нужно сбивать и делать это еще более эффективно. Теперь по поводу использования искусственного интеллекта. Да, в Соединенных Штатах, в Европе активно развиваются это направление, и мы тоже это делаем. Оттуда, кстати, и поступают в основном беспилотники, либо компоненты для сбора беспилотников. Из Европы, прежде всего, ну, отчасти из Штатов, там, если говорить о компонентах. Мы делаем это все на собственной базе, на собственной основе. Is AI an enabler or a disruptor? И открывает новые возможности или разрушает прежние? Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее это было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств, и самое главное – мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле они чего-то добились. Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих. We're coming to the fag end, but I still have a few questions. Извините, пожалуйста, вы про Иран говорили, но вот надо отдать должное все-таки иранскому руководству, а Иран обеспечивает это внутреннюю стабильность своего общества. Это очевидный факт. И после начала боевых действий кто-то на Западе полагал, что сейчас в Иране все будет изнутри разрушаться. Нет, это была ошибка в этом анализе.
Потому что наоборот, ситуация заключается в том, что мы наблюдаем консолидацию иранского общества. Вы знаете, видели, наверное, слышали это, не знаю, уже месяц назад, больше, когда только начался конфликт, первые удары прошли, иранское руководство бросило клич: «Жизнь за Иран». В течение недели 5 миллионов человек, а сейчас уже больше 10, добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом. И это всегда надо иметь в виду. В данном случае это касается конфликта в Иране. Вместе с тем необходимо признать, что есть разные точки зрения. Они есть в Танзании, в России, в Узбекистане. Как вы рассматриваете разноречивые точки зрения, которые расходятся с официальной? Как на них реагировать? Чем больше точек зрения, тем лучше, потому что это дает возможность выбрать наилучший вариант. Хорошо, я хочу задать вопрос индийский. Вчера вы встречались с главами информагентств, вы говорили о Су-57, сказали о том, что это предложение о сотрудничестве, оно по-прежнему в силе. Каковы детали? И о чем вы говорите в этой связи с Нью-Дели? У нас с Индией очень хорошие, давние отношения в области военно-технического сотрудничества, взаимодействия. Значительная часть индийской армии укомплектована российской техникой, техникой российского производства. Это традиционно так сложилось еще со времен Советского Союза, и это развивается. Наши отношения с индийскими друзьями в этой сфере имеют особенность, которая заключается в том, что благодаря нашему взаимному доверию у нас работа в этой области концентрируется не только в области торговли, купить или продать, а в области совместных разработок. Одна из них, наиболее известная, это ракета средней дальности «Брамос». И и индийские специалисты принимали участие изначально с первых шагов, и российские. И получился очень хороший продукт. Что касается авиационной техники, то Индия традиционно покупает наши самолеты и вертолеты. И я знаю, что пилоты довольны этой техникой. Су-57 – это хорошая машина, современная, может быть, самая современная в мире на данный момент и самая эффективная. Мы предлагали, я уже вчера говорил нашим индийским друзьям, начинать эту работу совместно, тогда не сложилось, мы сделали сами, теперь, пожалуйста, мы готовы ее поставлять, в том числе поставлять и эту машину, не знаю, аудитория, может быть, не очень интересна, где летают 2 пилота, и эта машина может использоваться в качестве командного пункта уже. В общем, мы двигаемся и работаем очень интенсивно не только по авиатехнике, но и по морской технике, по подводным лодкам и по надводным кораблям. А есть ли какие-то ограничения, какие-то оговорки для Индии относительно потенциальных закупок Су-57 и систем ПВО? Есть ли какие-то ограничения? Должны ли они получать какое-то особое разрешение от США, специальное разрешение? И как вообще Индия должна вести себя в такой ситуации санкций? Индия всегда ведет себя как суверенное государство. И под руководством премьер-министра Моди угроза санкций действует в обратную сторону. Это уж я знаю точно, мы с ним в очень добрых, дружеских отношениях на протяжении многих лет. Когда-то, помним, ему даже был запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Да? Мы про это тоже помним. И знаю, что и премьер-министр Индии, господин Моди, тоже об этом не забывает. Но вот он стал премьером, и все санкции были убраны.
Сейчас отношения между Индией и Соединенными Штатами развиваются успешно, насколько я понимаю. Индия суверенная страна и выбирает тот продукт, в том числе в военной сфере, который она считает наиболее для себя правильным, интересом с точки зрения известного правила цена и качество. Ну, что бы кто ни говорил, Индия всегда делала и всегда будет делать так. А именно как? Всегда будет руководствоваться своими национальными интересами. Это очень чувствительная сфера военно-техническая. Здесь очень важно вот что. Это принципиальная вещь, чрезвычайно важная. Она заключается в том, что наше сотрудничество с Индией, так же как с другими нашими партнерами, не подвержено политической конъюнктуре. Нам никто не может сказать, вот Индии не поставляйте. И нам никто никогда этого и не говорит. Мы будем делать то, что считаем нужным для себя, и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами. Тем более перед такими партнерами, как Индия. Вот мы в таком ключе, по таким правилам и работаем. Так и будем работать дальше. Я начала эту сессию и говорила о том, что нам никто не может ничего диктовать. И президент Путин сказал то же самое. Мне это очень приятно, и на этом я рада завершить эту сессию. Большое спасибо, что вы были с нами. Позвольте от всех присутствующих и от нас, и от всех, кто в зале, поблагодарить нашу очаровательную ведущую за нашу совместную работу и за ведение нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо большое.